Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 23 Сегодня 23 сентября 2020 года. И сегодня у нас постоянный гость в передаче, скажем так, Среда Исханова, Хусейн Исханов, депутат Хусейн Исханов. Я вас всех приветствую, рад вам всем. Так, ассаламу алейкум, Руслан, Муфара, Нох Чинох, Чинхо, Волк Волк, Вилпис Инкульта, Абарг и всех приветствую. Алейкум ассалам, точнее. Маш, давай, сейчас Хусейн выйдет на связь, а пока мы можем пообщаться немножко. Так. Так, звук здесь есть, отлично. Так, Нью Горизонт, Обаргу, Алексалам, Гамарджоба всем, говорит Заза. Агимарджос, по-моему, да, Заза? Нью Горизонт, звук отлично. Отлично, в первый раз отличный звук. Но так вообще ничего не трогал с прошлого раза. Салам алейкум, как найти Машу? Алейкум салам, как найти? Давайте начнем с того, что с 19 сентября 2020 года, 4 дня, 5 дней уже продолжается такой каждодневный, круглосуточный практически, да, ночью они там остаются, акция «Стоп путинский террор», которая проходит перед Банк-Притоном в Берлине, так называемым посольством России в Берлине. Выставлены фотографии людей, их огромное количество, но по сравнению с тем, что реально убиты путинской и КГБшной властью, российской властью, то, конечно же, это 0,1% может быть, или там 0,01%. Так, я вам сейчас покажу эти фотографии, чтобы наглядно было интереснее смотреть на это все дело. Так, здесь MH17, это прямо перед Банк-Притоном находится. Это рыбак, украинский патриот, которого убили в Крыму за то, что он отказался подчиниться оккупантам. Радченко, который также был отравлен. Это Сергей Скрипаль, который выжил после отравления, как и Навальный. Вот русский самовар и Кремлин чай. Такие там были фотографии. Хотя организаторы и русские. В первую очередь там русский организатор, который уже много лет живет, правда, в Германии. Аметов также убит. Расторгуев убит. Амина Акуева убита в Украине. Наталья Истемирова убита в Чеченской республике Ичкерия. Джемаль Немцов, Карамурза, Зелимхан Хангашвили убит здесь, в Берлине. Магнитский убит в русской тюрьме. Щекочихин, депутат, россиянин, русский, который расследовал взрывы домов 1999 года. Данстругес убита. Всем известная Анна Политковская убита. Гебрев отравлен, покушение, выжил. Александр Литвиненко. Ну вот такие вот. И сейчас я наберу Хусейну, чтобы мы могли... Давайте я, может, фотографию еще оставлю, чтобы все это
Сохранить. Так, Скрипаль Юля, дочь Сергея Скрипаля, которая была вместе с ним отравлена. Вот это российский банд-притон. Вот Путин, который встречал, вот эта палатка, вот если вы видите, да, палатка, в которой ночует наш представитель из Вены и россиянин, по-моему, или белорус, или украинец, не помню, я с ним общался. Тоже вот наши девушки. Так, сейчас посмотрим, что скажет нам Хусейн. Все, звоним. Hüseyin, assalamu alaikum, sürdü köl. Sohezi Hüseyin, sohezi. Да, хорошо. Да, уездил. Ва алейкум ассалам. Ассалам алейкум, Асарга. Добрый вечер. Ва алейкум ассалам. Я тебя вывожу. Ты теперь в эфире. Хусейн, звук на одном из приборов нужно будет отключить. Все отлично. Сейчас мы... Канал. Все, сейчас я зайду на наш канал, чтобы видеть комментарии, читать комментарии. Так, ты в эфире. Хусейн, как поживаешь? Так, сейчас посмотрим. О ты, Хусейн, нам уже 43 дизлайка поставили, Хусейн. Такого не было, да? Представь. Вот они. Хусейн, тебя встречают, я смотрю. 43 рожи сидят, ждут тебя. Сегодня я написал короткий комментарий. Ну, просто несколько строчек, да? И не прошло 2 минут, заблокировали сразу на 30 дней. Просто 2 минуты не прошло. Да, а так как, видимо, за тобой очень хорошо следят, Хусейн. Так, что я хотел сделать? Сейчас я вам скажу. Хусейн, пока наши зрители собираются, хотел начать сам наше обсуждение. Я бы хотел начать наше обсуждение с Беларуси, которая на самом деле, как говорится, не нытьем, так катанием, добивается своего. Не берут в руки оружие, не оказывают сопротивления. Сегодня Лукашенко провел инаугурацию, сегодня вступил в секретную, причем инаугурацию, вступил в должность. Но народ вот сейчас опять начал уходить. Выходят, молодцы, массово все выходит, но результата пока нет. Некоторые наблюдатели говорят, что все, с Лукашенко покончено, это дело времени. Как ты считаешь, выстоит режим Лукашенко? Будет ли ему Путин помогать? Ну, я думаю, что украинский, белорусский народ, вот из народа задавленного, да, за эти 20 чем-то лет правления Лукашенко, просто придавленного к земле, растоптанного, за короткое время на наших глазах превратился в народ.
самый настоящий народ, который желает жить, изменить свою жизнь и жить в более лучших условиях, интегрироваться в Европу там, и так далее. Пока они это не озвучивают, но сегодня видно, что обратно в Советский Союз их абсолютно не тянет. И поэтому то, что они делают, белорусы, это путь правильный, абсолютно правильный, потому что желательно любой переворот, любую революцию делать, конечно, без пролития крови. Но в данном случае кровь, конечно, у них уже пролита спецслужбами, пролита полицией. Есть убитые, да. Да, есть убитые, есть без вести пропавшие. Информация очень скудная информация вообще о полной ситуации, которая там творится. Но это со временем, конечно, все это дело всплывет. А то, что Лукашенко сегодня тайно провозгласил себя, одел корону себе на голову, да, это абсолютно ни о чем не говорит. Ведь мы в 21 веке живем, не времена 100-летней давности, когда можно закрыться вокруг, там войска понаставить и жить в этом государстве, никого туда не подпуская. Сегодня все коммуникации, финансовые, экономические, торговые, это все настолько сильно повязано, что ни одно государство, я думаю, не способно сегодня выжить без экономических каких-то связей. Я думаю, что в скором будущем, несмотря на, например, сопротивление Греции, да, в данном случае не приняли никаких санкций против Белоруссии, против Лукашенко, помешала Греция. Но несмотря на это, страны имеют возможность по отдельности принимать санкции. Пусть они не в общем принимают, там, как Евросоюз примерно, но могут каждая страна в отдельности принять очень жесткие, достаточно жесткие меры. Я думаю, что народ Беларуси уже победил, и назад эта ситуация уже, конечно же, не вернется. Да, дай бог, дай бог. Как раз сейчас Вильпес Инкульта пишет, на данный момент есть стычки и с полицией, и протестующими. Вот прямо сейчас, говорит, происходит. Как раз они после этой инаугурации вышли, видимо, и понеслась, как говорится, душа в рай. Просто там ситуация, мы все наблюдаем же за событиями в Беларуси, за тем, как ведет себя полиция по отношению к гражданам и как ведут себя сами протестующие. Там просто надо немножко корректировать свои действия, да, против полиции, не быть какими-то беззубыми, что ли. Надо пытаться каким-то образом, если бы я был на месте белорусов, например, я бы попытался найти молодых людей, которые бы выводили из строя их микроавтобусы. Потому что это самое опасное на сегодняшний день. Это транспорт, которым они увозят людей. Его можно очень легко вывести из строя, там, под колеса что-то бросить или проколоть колесо, или же на этих флагштоках, которые с флагами, какой-то гвоздь сверху или что-то режущее, колющее. То есть не людей, а именно транспорт. И это было бы более приемлемо, я думаю, что такой вид сопротивления, да, не громить там магазины, не громить заводы, фабрики, не поджигать что-то, элементарно выводить полицейский транспорт из строя, чтобы не увозили своих соратников. А, например, как? Бутылка Молотова? Нет, зачем? Резины, покрышки. Я без камеры, без воздуха в камере машина никуда не едет, мы же знаем это. Имеешь в виду колеса, да? Колеса прокалывать? Да, больше. И вот самый легкий вариант. Или строительную пену в глушитель. Но это не будет работать, потому что строительная пена, и для того, чтобы она затвердела, ей нужно время. Если это на ночь, например, набрызгать, она может к утру быть готовой. Ага. Но если сразу туда напшикать, то при работающем моторе никакого эффекта не будет. Ясно. Так, Нох говорит, на этом канале комменты удаляют, приходится писать по 10 раз. Да, я еще раз напоминаю, канал с новой силой подвергся атаке уже больше месяца. Где-то в середине августа началась атака, постоянно отписки подписавшихся.
убирают комментарии, постоянно идут жалобы, так что пишите, не сдавайтесь в комментарии, распространяйте наши видео и ставьте лайки. Сейчас уже 45 дизлайков и 45 лайков. Да-да. Пополам. Да. Так, Маждад, ассаламу алейкум. Дизлайки показывают, насколько беспомощно и плачевно сегодняшнее положение свободолюбивых чеченцев. Пассивность и пацифизм приведет нас в Сомали, где будут главшпаны и холопы. Да, уже привело нас, Маждад, к этому. Этому уже привело. К сожалению, к большому сожалению, чеченское общество тоже сейчас очень слабо сопротивляется. Это надо тоже подчеркнуть, потому что мы сейчас говорим о белорусах, которые якобы там слабые, да, там ничего не делают, критикуют белорусов, требуем от них более жестких действий. Но забываем о том, что мы сами в очень плачевном на сегодняшний день положении. Хуже, чем у белорусов. Намного хуже, настолько плачевно, что вот мы видели в Берлине вот эта акция, которую Эйдман и его соратники проводят. Да. Эта акция даже, туда люди просто прийти на эту акцию, просто принять в ней участие, это же, ну, как бы судьбоносные какие-то времена. Мы живем в такое время, да, когда, много раз об этом говорил, когда человек может быть в один день стать героем. Героем просто из-за того, что у него хватило мужества прийти на демонстрацию, или там выступить с речью, или там просто что-то хорошее и правильное сказать. Вот это героизм. Сегодня не надо там брать оружие, бросаться на танки и так далее. Просто надо говорить правду. И все, и ничего кроме правды. И ты герой. И поэтому здесь чеченцам тоже надо, чеченцам, украинцам, все, кто живет в Европе, грузинам тоже, все, кто живет в Европе, и все каким-то образом, кто причастен, ну не причастен, имеется в виду, побывал под как бы русским сапогом, да, военным сапогом, все должны, конечно, друг друга помогая, участвовать, чтобы какая-то часть хотя бы, какая-то сегодня беда в Беларуси, мы должны все помогать Беларуси освободиться от этого режима. Потом Белоруссия будет помогать другим. Только таким образом можно. Если мы будем молча наблюдать за этой картиной, да, то завтра в нашу дверь будут стучаться, уже в Европу зайдут эти танки, там прочее, прочее. То есть это очень важно выходить, очень важно сопротивляться, очень важно говорить правду. В Европе тем более нету никакой такой серьезной цензуры, никто вам не запрещает говорить. Просто нужно набраться мужества и говорить правду. К чему мы называем? Хусейн, ну, наша ситуация, как адвокат выступлю, наша ситуация еще связана с тем, что у нас дома пытают родственников. Вот сразу стоит выступить, начать что-то говорить, начинают преследовать на митинге, если ты засветился где-то, да, начинаются вот эти преследования. Поэтому как бы в какой-то степени небезопасно. Ну, люди этого боятся, скажем так. Но дело в том, что чем больше мы боимся, да, чем больше мы боимся, тем больше наши угнетатели становятся смелее. Тем хуже, да? Как вот такая, знаешь, как весы, да? Чем больше грязи вот на одну сторону положишь, тем весы уходят больше вниз. Тут такая же ситуация. Нужно перебороть этот страх. Вот помните, когда в советское время показывали фильмы о коммунистах, там, о белых, красных, ну, такие, конечно, пропагандистские вещи были, но становились коммунисты, да, того времени, ну, для фильма, там, красивую картинку создавали, и говорили, всех не перебьешь. То есть здесь тоже надо понимать, например, как такой хороший пример. Вот, ну, было уже несколько примеров, да, там, когда задержали брата, сестру Аслана Масхадова. Да. И они сидели в Хосе-юрте, в подвале, там это достоверно известно. То там Аслан Масхадов на призыв там сдаться или что-то такое, прекратить сопротивление и так далее, сказал, что весь чеченский народ мои братья и сестры.
вот с моими делайте, что хотите. То есть Жахар Дудаев, когда поймали его брата, старшего брата Марбека, когда забрали, да, сейчас нет уже, и когда ничего не смогли сделать, они на обмен, там, на разные вещи, на разные уловки хотели давить на Джахара Дудаева, когда он не подписался, они просто его вернули назад. То есть я был как раз тот момент введено, когда мы встречали, делали обмен, когда приводили Жахара Дудаева. Брата привезли, там, по-моему, сейчас 13-15 человек, точно уже не помню цифру. Не то чтобы пленных, да, захваченных гражданских людей, которые они потом пытались менять на своих пленных солдат. Так, добро пожаловать в чат, напоминает Чунхо. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Хусейн, вот связано с этой ситуацией, угроза родственникам в какой-то степени, она все, не в какой-то степени, она присутствует, она есть, за кого-то забирают, кого-то бьют током, кого-то просто пугают, оскорбляют. Но и также и здесь убивают людей. Я вот по этому поводу хотел с тобой поговорить. Ты давно занимаешься вот этой здесь в Европе уже активно занимаешься. Мы видим, что ты очень сильно мешаешь, на тебя натравливают разных там провокаторов, на тебя выходят люди, которые там провоцируют тебя, оскорбляют тебя, угрожают, и как бы эти ситуации, она постоянно, вот эта ситуация перманентно, время от времени, периодически, она повторяется у тебя. По поводу вот своей безопасности, Хусейн, как у вас австрийские власти к этому относятся, как они, я знаю, что в хороших отношениях там ты с многими, но в целом, как у вас ведь там целая команда, как там с безопасностью у вас? Ну, любой человек, конечно, не может быть 100% находиться в безопасности, потому что обеспечить 100% безопасность никто не в состоянии. Вот мы видели, как вот недавно убили Анзора, да, Венского. Этот Анзор был очень, он был информатором у спецслужб австрийских, и он это не скрывал. Все равно нашли люди, которых он знал, которым он доверял, через этих людей вышли на него и таким образом его убили. Ну, там за деньги, не за деньги, там идет следствие, и, конечно, следствие разберется, кто что и за сколько. Но факт, что он очень, понимал, что с ним может произойти, конечно, понимал, как-то пытался сохранить свою жизнь и так далее. Но опять-таки, я был, например, на 2 войнах, да, с самого начала, еще до начала войны, еще в 1994 году, когда в Гехах были события, если кто помнит, были события, когда против Гантимирова, который захватил, там все воинские части в Гехах сидел, и мы там с главным штабом, с разными другими подразделениями от вооруженных сил, от ДГБ и прочих, ходили освобождать, это был 94 год, ходили освобождать вот эту воинскую часть. То есть БТР, которым я ехал, да, внутри, он подвергся обстрелу, прямо над моей головой разорвался какой-то небольшой снаряд, видимо, АГС, может быть, чуть побольше. И там, дыра была, наверное, сантиметров 5-10, может быть, в диаметре. Прямо над моей головой. У меня не было каски на голове, и осколком мне попало вот сюда в лицо куда-то, шрам. И остальным по ногам попало. Там экипаж, кто там рядом сидел. Было человек 5-6 нас в этом БТР. Ну, прям в БТР залетело, да? Сверху пробило броню просто, и вот так разбрызгало эти осколки. И раненые вот эти ребята, и мне пришлось, я был самый такой целый из всех, меньше всех пострадал. Я не видел, что мне попал осколок, не видел, что я весь в крови, да, потому что я на себя там не смотрел. Я пытался помочь этим людям, а БТР был маленький и с таким небольшим окошком, не как новый, там дверь открывается, может быть. Оттуда надо было выкидывать этих людей, раненых. И раненые были в ноги.
И я там всех выталкивал, но боясь, что еще раз могут подбить, потому что на дороге остановился наш БТР. Водитель-механик выскочил, и БТР в рабочем состоянии, мотор работал, все такое. И я их выкинул всех оттуда из БТР, ну, и потом сам тоже вылез, и потом мне сказали: ты же весь в крови. Оказывается, у меня щека была там порезанная, в общем, осколком. И потом, я это к чему говорю, после этого я прошел первую войну, как тут уже писали, многие хотели как бы упрек мне сказать, что я 2 раза сидел в плену, да, там намекая на то, что тешь ми уйти, и прошел вторую войну, и в 2004 году я приехал сюда в Австрию, то как депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия. И вот, ну, было, ну, я не знаю, там, сами знаете, во время войны сколько возможностей погибнуть, да, там. Некоторые приходили туда сразу, погибали, я видел людей, которые первый же день погибали, некоторые через месяц, через год. То есть это мы любим, там, мусульмане говорят, «Дейл ожили», там, все такое, не надо бояться, только Всевышнего. Но в жизни почему-то сами боимся. Многие говорят, что вот в рай попадем, да, там, после смерти, да. Ну, в смысле, все хотят в рай, больше в рай, чем умереть и так далее. Чем жить, вернее, больше, лучше умереть. Ну, там лозунги такие в Сирии были, там, дома. То есть умереть, правда, никто не спешит. Туда тоже можно попасть, только умерев в рай. То есть здесь ситуация такая, что чем ты больше думаешь, да, о том, что тебя могут убить, там, прибить, еще что-то, ты нагнетаешь сам себе страх и уже начинаешь бояться своей тени. Но если ты живешь нормальной жизнью, да, ну, все в мире, там можно, не обязательно же тебя убить могут, да, можно под трамвай попасть, под машину попасть, да, случайно переходя улицу, это же такая жизнь, там с потолка какой-то кирпич может на голову нечаянно упасть тоже. То есть это все такое дело. Просто не надо брать в голову, ну будет, будет, и что теперь делать? Ну, Все все равно равно умирать нужно же рано или какие-то поздно. меры предпринимать, Хусейн. Я вижу сейчас активно, особенно активно сейчас в последнее время начали вот на вас, вот там, на ваш культур Феррайн Ичкерия, кто представляет правительство в Вене, который, ну, просто откровенно просто уже видно ваше Да, последнее перед Я посольством. знаю, но я бы, например, вот всячески пытаются нас провоцировать, да, на обратный диалог. Нас пытаются втянуть в дискуссию, да, Разборки. пытаются всяческими путями вот в эти разборки, внутричеченские разборки. Да, Вот этого надо опасаться. Мы сегодня, живя здесь, нас и так дома втянули с 96-го года, в 99-м году во внутричеченские проблемы, внутри чеченской разборки. Мы забыли, кто наш враг, да, что Россия оккупировала нашу территорию. Это уже мало кого интересует. Мы, а разве не Кадыров оккупировал? Не он наш враг единственный? да, ну, многие уже так думают, что это Кадыров оккупировал, хотя Кадырова, я помню, в 94-95 году он был такой пацанчик небольшой. Да он и сейчас особо небольшой. Да, небольшой он и сейчас, да. Здесь дело в том, что нам ни в коем случае нельзя ввязываться в эти внутричеченские разборки. В разборках, да, всегда выигрывает дурак. Любой, если умный человек сядет разбираться или там ругаться с дураком, то дурак всегда будет в выигрыше. Поэтому надо это понимать. И никакие там вот эти иногда так мельком скидывают на WhatsApp разные видео, ЧГТРК, там прочие, что-то пытаются говорить против нас, какие-то обвинения такие дешевые, да. Это делают, ну, такие вещи просто не надо обращать на это внимание. Это равносильно тому, что вот ты идешь за забором собака, да, и она облаяла тебя. Тебе же не придет в голову встать на четвереньки и лаять против этой собаки. Ты обычно усмехнешься и пройдешь мимо, да, ну лает, что теперь сделать? То есть вот такое должно быть у нас отношение к тому, что против нас говорят. И абсолютно не надо брать в голову, что вот там меня оскорбили, не оскорбили. Мне тут тоже несколько раз предлагали выступить против того, что вот меня там, ну, какой-то больной человек, видимо,
то ли хасавюрт, то ли что, ну что-то про какие-то макароны, там лапшу вешал. То есть это больной человек, да, я понимаю, я по глазам вижу, что он больной, ну что я могу с ним тягаться? Абсолютно, и тем более, когда человек за ником сидит, да, когда ты не знаешь, кто это говорит, Да, это да. ник, кошка, ну какой смысл с этими людьми контактировать? Конечно, с другой стороны, о безопасности мы тоже думаем, Аслан, мы думаем о безопасности, мы информируем, если что-то там ненормально здесь, да, мы информируем спецслужбы, которые здесь крутятся возле дома, проезжают машины, контролируют, естественно, не всех контролируют. Прослушиваются, видимо, все телефонные разговоры, все такое, потому что мы видим после того, как очередного ЧП, да, у них бывает вся вот эта вот цепочка разговоров. Мгм. Говорил, как говорит, что говорит. Поэтому здесь безопасность дело австрийских спецслужб, обеспечить безопасность нашу. Но наша, конечно, тоже цель быть начеку, конечно, ну, что мы и делаем. Хусейн, здесь как раз был один вопрос. Вот Ричард Лео задает вопрос. Как вы думаете, если в Европе будут выходить 30-40 тысяч чеченцев, ну где-то 50 тысяч всего чеченцев для справки, если будет единство, поможет ли это стать независимым государством? Меня уверял один чечен, что никто не признает Чечению вопреки России. Спрашивает Ричард Лео. 30-40 тысяч, если выйдут. Ну, конечно же, здесь очень большое значение имеет мнение народа. Здесь демократия, есть конвенция прав человека, там международные конвенции разные, да, там в конвенции написано, что любой народ имеет право на самоопределение, все такое. Есть, например, признанный геноцид чеченского народа 1944 года Европарламентом. Есть договор о мире 96-97 года, 12 мая. То есть две войны, там все то, что мы можем говорить, о чем мы можем говорить. Есть наши паспорта, есть наши деньги, то есть власть, легитимность передачи власти, выборы Масадова самые легитимные, которые считаются, да, под эгидой ОБСЕ. То есть у нас очень много, очень сильная, серьезная история. Но если, вот, к примеру, да, если, вот представьте, ваш дом, да, любой дом в Чечне, и кто-то там сел в этом доме, заняли ваш дом, да, Кадыров, или там его охрана, или кто-то, разницы нет, заняли ваш дом. Вот ваши действия. Из-за того, что ваш дом заняли, вы же не выбросите домовую книгу, да, и скажете, да, все уже заняли, ничего я сделаю, ничего не сделаю, опустите руки и будете сидеть. Нет же. Вы будете пытаться влиять на этих людей, вы будете пытаться, конечно, эти документы сохранить, попытаетесь через суд, через кого-нибудь этих людей выиграть. Будете выжидать момент, когда сами сможете добраться до своего дома, да, и выкинуть этих людей из дома. Я уверен, что каждый так сделает. Поэтому здесь наша Родина состоит из моего дома, из твоего дома, из наших домов. Вся вот эта Родина, это вот эти дома, которые там стоят. Наши дома, наша земля. Да. И все, что мы там построили. Каждый человек должен думать, что эта Родина, это мой дом. Когда вот так мы будем думать, да, что Родина мой дом, а мы народ, тогда мы победим, конечно. А здесь, в Европе, мы каждый раз это повторяем, здесь нас пытаются втянуть во внутричеченские разборки для того, чтобы мы не занимались внешней политикой. Только внешняя политика, только поиск людей, которые, ну, будут нам помогать, которые нас понимают. Союзников. Да. Союзников, да. Есть же много государств, которые с нами в прекрасных отношениях. Например, Балтийские страны, Украина сейчас, потом будет Белоруссия, Грузия чуть-чуть позже освободится тоже от русского влияния. То есть у нас есть очень большой тыл, да, который нам поможет в нужный определенный момент. Но нам надо просто показать свое хотение. Вот когда мы покажем хотение, да, что мы не опустили руки, что мы хотим возвратить свою государственность, что мы хотим освободить, деоккупировать свою страну, тогда нам только начнут помогать. А сегодня, видите, получается, что здесь я в Австрии, например, часто бываю на судах, там на разных местах,
куда иногда приглашают. И люди, которые приезжают, они говорят, вот у вас там проблема с Кадыровым, да? Вот кадыровцы вам жить не дают, кадыровцы вас мучают. Но люди приезжают и рассказывают такие вещи, чтобы им дали позитив. То есть они в этот период не говорят, что наша страна оккупирована, что это русская власть, что Кадыров это русский чиновник, русский генерал, русский академик, дважды генерал. Причем что об этом не говорят. А говорят, вот Кадыров, Кадыров. И такое впечатление здесь создалось, что нашу родину действительно захватил Кадыров. Что не было никакой русской армии, не было никакой войны, потому что войну они подтерли, да, как мы видим, город Грозный, там, лампочки разные понакрутили туда, домики, 2-3 домика понастроили. И вот считает, вот это красивый город, как будто до этого у нас не было никогда города своего, да, там не было дороги и так далее. То есть вот когда мы начнем понимать, что за свою судьбу мы должны, вот сейчас как белорусы, да, лично сами отвечать за свою судьбу, хотеть, чтобы наш народ освободился, вот тогда начнется процесс действительно помощи извне, помощи тех людей, которые имеют власть здесь, ну, в Европе, там, помимо самих политиков, вот здесь есть еще международники, журналисты, юристы, которых можно подключать, можно много-много чего тут делать, только нужно желание. Баркал, Хусе. Так, пойдемте дальше. Юрий Перец. Рабы СССР боятся брать оружие против оккупантов, получат ермо с гремушками, добить ночью нельзя строить. Неправильно. Так, это между собой общаются. Леча Дадар Жванецкий. Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он. Это к рассказу Хусейна. С дураком спорить, то, что ты сказал. Так, ВайПС, Асан, есть идея сделать грандиозный митинг-концерт, чтобы привлечь внимание европейских властей. Например, в центре Берлина или какого-нибудь другого крупного города или столицы на фоне отравления. Это отличная идея, отличная. Туда можно пригласить. Хусейн, как ты считаешь, сделать такой митинг, концерт, ну такой, и чеченская диаспора, можно украинскую пригласить, там, белорусов, грузин, тоже хорошие песни у них там. Я, кстати говоря, вот в Австрии, да, Аслан, здесь в Австрии у меня давно вот эта идея витает в голове, чтобы здесь в Австрии сделать такой Штрассенфест, называется такой концерт, называется Штрассенфест. То есть там можно поставить столы, можно музыку, перекрыть какую-то улицу, да, там, договориться. Или где вот перед посольством, например. И проходящие люди могут пробовать какую-то еду, слушать музыку, да, слушать наши рассказы о своих проблемах. Это очень хорошее дело. Через культуру, через музыку можно достучаться до любых высот и до любых ворот. Потому что в другом случае, да, то, что мы сейчас делаем, то, что нам религиозные разные эти фанатики говорят, что музыка харам и так далее, то это сегодня только усугубляет наше положение. Я вот с одним спорил, ну, как бы в разговоре, да, ссылался на барда, которого убили в Украине. Элим Султанов, по-моему. Султанов, да. Да. Вот он, я его помню прекрасно. Мы были в хороших отношениях, знакомы. Ведено, он там много раз концерты давал. И этот человек один со своей гитарой делал намного больше, да, чем, например, какой-то один чеченский полк. Потому что он поднимал дух народа, да, и как бы рекрутировал молодежь на подвиги. Это очень здорово, это очень помогает. Но когда мы песнями или там стихами или через какие-то другие культурные мероприятия не доводим до населения идею независимости, а только будем стоять на митинге и орать там на чеченском или на русском языке, потому что другого языка мы пока, к сожалению, многие не знают, то этот результат очень маленький, очень слабенький результат от таких демонстраций. Вот когда мы начнем действительно делать концерты, именно такие патриотического порядка концерты, пусть это будет рэп, пусть это будет национальные
какие-то с элементами чеченских там, и кавказских танцев, и украинских танцев, и белорусских. И вот этот вот мишунг, да, это будет очень здорово, и я думаю, что это идея, прекрасная идея, ее надо взять на заметку нам. Единственная проблема, где взять чеченских музыкантов. В этом большая проблема, но я думаю, есть много людей, которые владеют инструментами, имеют голос и хотели бы, может быть, выступить. Давайте работать тогда в этом направлении. Делать организацию несложно. Вайпейс, тот, который предложил это, он еще одну идею подкидывает на фоне отравления Навального, когда Европа уже поняла, что такое кремлевская моль, например, на большом экране транслировать фрагменты геноцида, чеченцев и так далее. У нас в таких... Да, Хусейн, скажи. Да, прекрасная идея, просто мне приятно слушать единомышленника, парня, который думает так же, как мы думаем. Это очень приятно. Я уверен, что таких людей будет больше и больше. Нас должно быть больше, нас должно быть тысячи. Не один я, не Аслан, а тысячи мы должны быть. Да, будем. Вайпейс, давай делай, начинай, мы готовы тебя поддержать и всячески, знаешь, как говорят у нас, предлагаешь, действуй. Предлагаешь, действуй, мы готовы, конечно же. Это очень хорошая идея, отличная просто идея. Так, благодарю вас за ответ, говорит Ричард Лео. Так, пожалуйста. Евгений говорит, Здесь вопрос один. Аслан Лорс говорит. Хусейн, как думаешь, на сегодня чеченский народ готов к построению государственности? Ну, говоря об этом, чеченский народ проявил свою волю в 1991 году. В 1994 году, как мы знаем, вооруженным путем защитил свой суверенитет и желание создать государство. Потом в 1999 году снова вышел защищать свое государство. Сколько еще можно доказывать, что готовы или не готовы? Конечно же, мы готовы создать государство. Конечно же, чеченский народ готов жить в государстве. Мы же видим, мы же здесь, живя в Европе, да, мы все чеченцы, 250 тысяч по всей Европе чеченцы, живут в разных странах мира. Мы интегрировались, мы изучаем языки, наши дети учатся, студенты там гимназии посещают. То есть, помимо, если не учитывать пропагандистские вещи, которые там на улице какого-то хулигана поймали и его раскручивают, чеченцы бандиты, то есть основная масса, да, очень здорово интегрировалась в любом государстве. Если мы можем здесь жить, да, как народ, как люди, как граждане, почему мы не можем также жить в своем государстве? Конечно же, можем. И тем более, что в том государстве, ну как бы квази сегодня сказать, что Чеченская республика государство, то на сегодняшний день, конечно, язык не повернется, потому что это уже чисто какой-то анклав бандитский, куда народ загнали какую-то клетку и его давят. Государство — это совершенно другое понятие. Это... Ну ты имеешь в виду то, что сейчас в Чечне творится? Да, то, что в Чечне творится. Да. Народ должен жить свободно, как в европейских странах. И мы к этому будем стремиться. Здесь люди, которые здесь живут, учатся. Наши дети, например, очень законопослушные. Мы же знаем, у каждого дома тут ребенок знает, что на светофор нельзя, бумажку кинуть нельзя, то нельзя, все нельзя. То есть они с детства впитали вот законопослушание. Вот оттуда идет государственность. Когда народ хочет подчиняться законам той страны, в которой он живет, добровольно, причем, что не палкой заставлять, да. Именно мы должны все понимать, что мы чеченский народ, и что без создания своего национального государства мы через короткое время просто превратимся, ну, исчезнем с лица земли. Да, совершенно верно. И в связи с тем, что наше бездействие вот приводит уже до открытого вот этого состояния, когда уже унижают людей. Хотя эти унижения, конечно, они были всегда, они пытки самые жестокие. Помнишь, такой был проповедник, Хусейн, Мухаммад Салах, был такой молодой мужчина, который рассказывал, что его тоже так пытали, и потом его еще Amnesty International, я помню, в Москве,
когда я еще жил, тогда я сотрудничал с Amnesty International, и мы распространяли о нем информацию. И он именно вот о таких пытках, которые с людьми там такие происходят, он сам об этом рассказывал, да, что такое происходит. Сейчас же уже они дошли до того, что они просто уже публикуют это. Уже им недостаточно просто сломать человека, еще надо показать всем, насколько они грязные. Узнать, до какой степени они могут дойти? Это прекратится или будет власть передаваться по наследству детям? Ну, как ты думаешь, они, если их оставить? Ну, если оставить так, как есть, то это будет ужасающие, конечно, последствия, потому что уже, вы помните, недавно была скандальная такая песня, да, по-моему, родственники Демирханова, то ли дочь его, не знаю, кто там, ну... Дочка, по-моему, там какой-то фильм снял, ролик сняла, да. Князья там, не знаю, не помню. Да, какая-то она. Это они уже считают себя элитой, да, считают себя сверхлюдьми. То есть народ где-то там у них как бы рабы, а это уже другое дело. То есть власть не должна быть такой. Мы же на примере европейских государств видим, как здесь президенты живут, да, как министры живут. Если сегодня он президент, завтра может быть простым гражданином быть и ходить среди нас не без охраны, без ничего абсолютно. То есть это не должно быть ну, каким-то восточным таким деспотизмом, да, где есть султан или там царь или князь, или не знаю, кто там есть, который пожизненно может управлять, его дети по наследству получают власть. То есть этого абсолютно не должно быть в нашем обществе. Мы очень демократическое общество, хотя многие, не понимая, что такое демократия, да, не понимая смысла слова демократии, начинают думать, что это какое-то, ну, такое грязное выражение. Демократия это что, там, гей, там, еще какое-то дело. Это абсолютно не так. Демократия это когда человек может свободно общаться к другому человеку и требовать от другого человека равных прав для себя. Это называется демократия. Народовластие, власть народа. Власть народа, Хусе. Власть народа, да. Не единоличная власть. Да, когда, например, устанавливается какой-нибудь там падишах, который потом собирает своих всех родственников, потом сыновья подрастают и передает, как Башар Асад, Хафиз Асад и так далее, и так далее. Вот на таком, вот так они хотят выстроить. Но я думаю, у них ничего не получится. Здесь Хафиз Бадалов задает вопрос, Хусейн. Точнее, пишет здесь в комментариях. Хусейн, Ичкерию восстановить сможете с помощью Турции при поддержке США, а не Европейского Запада. Скажите свое видение. Ну, Турция вообще член НАТО, да, это Турция входит как бы в Европу. Здесь Запад, не Запад, нельзя так их делить, да, потому что мы все, и Турция стремится войти в Европу. Здесь были много раз моменты, когда Турция хотела войти в Европу, но Австрия противостояла этому, еще там пару государств, которые не поддержали Турцию. Здесь даже лозунги при выборной кампании ФПО партия выдвигала лозунги, вот Турцию не пускать в Европу. И находили сторонников среди избирателей. Поэтому нам не надо куда-то что-то новое искать. Да? Весь мир, если стремится в Европу, почему мы должны из Европы куда-то стремиться? То есть Европа на сегодняшний день достаточно мощное государство. Америка и Европа это фактически два там параллельных как бы мощных государств, что ли, союзов государств, которые могут нам, конечно же, помочь. Только для того, чтобы нам могли помочь, мы должны говорить на языке, который понимают эти люди, на языке демократии, на языке дипломатии. Если же мы будем выдвигать такие религиозные риторику применять в своем разговоре, да, там, будем пытаться говорить, вот мы сейчас там шариатское государство построим, голову будем отрубать, и так далее, конечно же, мир от нас просто-напросто отвернется. А то еще хуже, может вообще как бы уничтожить даже, как это было с халифатом в Сирии, мы же видим. Поэтому здесь человек, живя в этом мире всего один раз, да, он должен иметь
такую возможность воспитывать своих детей, жить в безопасности, иметь работу, иметь крышу над головой. Человеку много не надо. Для того, чтобы вот это ему условия такие создать, нужно государство. Государство должно защищать вот этот народ, который там живет, а не бить его дубинкой, как в Беларуси и в России. Файтер Израиль говорит: Хусейн, браво. Мне понравилось Файтер Израиль. Что ты говоришь? Я тоже с тобой полностью согласен. Так, он напоминает: добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Здесь вот сейчас я пропустил, кто сказал про взятки, да, там, если взятки не убрать, то, в общем, ничего у нас не получится, да. Там чуть выше пробежало вот этот вопрос, ну не как бы вопрос, а комментарий сам по себе. Но мы же видим, да, вот вы все были свидетелями того, когда пришел Саакашвили в Грузии к власти, и ситуация была в самой Грузии. Мы же помним, в Советском Союзе, когда, например, был такой анекдот, да, я помню из тех времен, когда один русский на машине, ну, видимо, «Жигули», там на машине заехал на границу Грузии, ну, заехал как бы на территорию Грузии, его останавливает гаишник. И тогда были талоны предупреждения, но старшее поколение помнит их, и там прокалывались эти дырки, если 3 дырки, по-моему, забирали права. За нарушение. А? За нарушение. Талон. Да, за нарушение. Там пока специальный вкладыш такой в права. И там вот эти 3 дырки, если сделают, то у тебя там лишали на сколько-то прав, месяц, 3 месяца, не помню сейчас точно. Или штраф какой-то, что-то такое было. И этот грузин-гаишник крутит вот этот талон предупреждения, русский водитель никак не реагирует. Он говорит: ну я же ничего не нарушил, что я буду там. Ну, гаишник берет, им прокалывает дырку и отдает этот талон предупреждения. Но русский, естественно, возмущается: о, я же ничего не нарушил, почему ты мне сделал этот прокол? А грузин говорит: слушай, говорит, я что, мои дети будут ждать, пока ты прокол, в смысле, что-то нарушишь, что ли? Это показатель того, да, какова была ситуация в Грузии, вообще во всей России, конечно. И вот Грузия, где, ну, была мафия, где была вот эти воры в законе, там, ну, мы же знаем, рядом же живем. Конечно, не все там были, но было вот это, все это было, да, это и у нас было, и там было. Я не хочу там обидеть ничем грузин, я очень уважаю грузинский народ. Но с приходом Саакашвили к власти все вот это кануло, как будто никогда там ничего не было. И я был, по-моему, то ли 2000, сейчас не помню в каком году, 2010, то ли 2011, 2009, кажется, был в Грузии. И просто это было чудо для меня, увидеть новую Грузию, да, свободную, светлую, без этих взяточников, где была чистота и порядок. То есть все вот эти полицейские были заменены на новых, полностью вывели за штат старую полицию советскую, да, вот эту милицию, которые брали взятки, и набрали новую полицию, новую на других условиях, с хорошей зарплатой. То есть этому полицейскому было выгоднее охранять свое рабочее место, чем получить взятки и чтобы его выгнали с работы. Весь этот партийно-советский аппарат был тоже выведен за Штаты и абсолютно набрали всех молодых людей, которые закончили по 2-3 университета в Европе, там, в Америке и так далее. Я сам видел этих людей, я видел депутатов парламента 30 лет, 25 лет, за 35 лет. Правительство, которое там было на тот период, да, все молодые девушки, парни. То есть эти люди, которые не знали, что такое взятка, да, не знали, что такое понебратство, там, не знали, что такое, ну, не знаю, там, какая-то коррупция. Эти люди пришли к власти, естественно, от них пошло дальше вот эта чистота, это отказ от взяточничества и так далее. То есть, если руководитель не требует взятки от своего подчиненного, то подчиненный не будет, конечно, ее тоже брать. Это то же самое мы можем сделать. У нас здесь, видите, уже тысячи, десятки уже тысяч, 250 тысяч чеченцев живут в Европе, у них тысячами детей здесь, да. Каждый год новое пополнение.
идет в школу, университеты, там какие-то профессии осваивают, высшие учебные заведения заканчивают. То есть потенциал у нас просто шикарный, да? Нужно время, чтобы нам вот этот весь потенциал применить в деле нашей республики. И все. Я вообще в этом проблемы никакой не вижу. Так, Хусейн, Хафиз Бадалов опять клонит к Турции и к Эрдогану. Вопрос, Хусейн, как вы как представитель Ичкерии, вы иллюзорно видите Ичкерию, и Ичкерию, кроме Эрдогана, не поможет? Я не совсем понял. Я не вижу, потому что я видел буквально год-два назад совершенно другого Эрдогана, когда Эрдоган игрался с Путиным. То есть у каждого народа надо, вот чеченцам, да, надо одну вещь понять. В политике есть национальный интерес. Если у нас национальный интерес совпадет с Турцией, да, они будут нам друзьями. Если наш интерес совпадает с Америкой, они будут нам друзьями. Если интерес совпадает с Израилем, то он будет нам другом. То здесь надо, вот, учитывая все вот эти национальный интерес, с таким только методом, они не в ущерб себе, лишь бы там Турция нам понравилась или что-то такое. Здесь надо немножко по-другому смотреть. И не должно быть, конечно же, только религиозного, да, там вот мы мусульмане, должны с мусульманами дружить, и все. Такого тоже не должно быть. Сейчас мир очень сильно изменился. Сегодня религия вообще играет, как бы сказать, такую моральную больше роль. Моральную, да, не в плане управления. Если раньше религиозный, там, Папа Римский, к примеру, имел огромную власть, да, какие-то времена инквизиции и так далее, даже над королями, то сегодня это чисто, какая-то условная такая фигура, уважаемая, может быть, в мире, но в любом случае уже нету такой власти, которая у них была. То есть религия, она, конечно же, ее никуда не денешь, она есть в наших сердцах, в наших душах, но она не должна быть использована в политике, не должна быть использована, как сегодня в Чеченской Республике. Мы видим пример, да, когда муфти предлагает сажать на бутылку людей, да, там, или Да, оправдывает, да. муллы его поддерживают, да, в этом, потому что под этой своей рясой у каждого погоны, там, на рубашке снутри где-то крестики, медальки и прочие дела. То есть здесь вот в этом плане нам надо определиться, надо будет определиться и место вот этих религиозных деятелей, не религии, да, просто путать тут не надо, именно религиозных деятелей, им надо указать свое место, где они должны сидеть и не лезть в политику. Вот тогда у нас будет нормальное государство, функционирующее государство. Тогда мы не будем пугать весь мир тем, что мы сейчас, у нас рога вырастут там, и так далее, мы станем таким грозным оружием, будем всех этих кафиров мочить, как Удугов предлагал. Такие дела. Так, территория Марс спрашивает. Хусейн, какова обстановка с судом в Гааге по геноциду и военным преступлениям РФ? Это очень длительный процесс. Мы, конечно, ожидали, не то чтобы ожидали, хотели бы, чтобы этот процесс был очень быстрым, чтобы раз-раз посадили, Путина поймали. Мы должны понимать, что Путин на сегодняшний день имеет неприкосновенность, что ли. Да, Да, вот этот фактор очень сильно мешает этому делу, как Путин потеряет свою неприкосновенность, иммунитет. Конечно же, начнутся преследования и против него, как это было Милошевич, там, в Югославии, как мы помним, многих посадили на скамью подсудимых. То есть это дело времени, нам не надо так сильно спешить, мы должны параллельно тому, что мы сделали там в Гааге, параллельно работать на то, чтобы искать себе сторонников, выискивать просто сторонников, пытаться дружить с этими людьми. Вы знаете, политика делается не просто так, что вот надо признать Чеченскую Республику. Есть моменты, да, когда человек из своей личной симпатии к какому-то человеку, будучи политиком, ради этого человека, ради уважения к нему делает какие-то вещи, там, голосует или там что-то такое делать. Поэтому вот эти факторы надо тоже использовать. Не надо думать, что за нас кто-то что-то будет делать. Да? Ни одна страна не пошлет ни одного солдата ни в Белоруссию защищать белорусский народ,
не Украину, как мы видели, защищать украинский народ, и тем более не к нам, в Чеченскую республику, Ичкерия, потому что жизнь солдата ценится очень высоко в это государство. Дело утопающего, дело рук самих утопающих, как говорится. Мы должны бороться, чтобы свое вернуть, свое «я», приобрести и свое государство вернуть. Это мы должны делать. А пути, которыми мы это должны делать, именно я говорю о том, что надо заниматься политикой. Если мы не занимаемся политикой, тоже такая крылатая фраза, то политика займется нами. Она уже, в принципе, занимается, но мы, сидя, да, просто ничего не делая и требуя от кого-то что-то, маны небесной, да, она не падает, мана небесная. Мы должны трудиться, наша молодежь должна трудиться, и мы должны привести к той ситуации, когда о нас будут говорить, нас будут уважать и будут слушать наш голос. Вот к этому мы должны стремиться. Тут антирашизмус говорит про Эрдогана, возвращаясь. Эрдоган это диктатор для нашего менталитета, для турков и зашоренных чеченцев он красавчик, говорит. Так, вот, и... Да, Саш. Да, здесь в европейских странах, я знаю, тут в Австрии, например, европейских недолюбливает Эрдогана, но за то, что там попытались переворот сделать, и он это предотвратил. Может быть, для Турции это хорошо, что он предотвратил, конечно, переворот, все такое, но будучи, например, если большинство не признает какого-то там сильного человека, да, какой бы он мощный не был, и ты становишься его другом, и ты становишься как раз вот как бы на стороне зла, как бы, да. Я не хочу сказать, что Эрдоган зло, Эрдоган для своего народа, может быть, делает очень много, но это стиль не для нашего народа. И, конечно, с Турцией мы должны дружить, это мусульманская страна, безусловно, и входит в НАТО, там разговора нету, здесь много чеченцев там проживает и проживало раньше. Но мы знаем, что беженцы чеченские, которые в XIX веке, когда была большая Кавказская война, как бы депортированы были из территории Чечни в Турцию, Иорданию, Сирию и так далее. То есть люди, которые оказались в Иордании, сумели, и у них была возможность сохранить свою идентичность, сохранить язык, культуру и так далее. А Турция, которая приняла, ну как бы приняла, не знаю, но люди, которые оказались в Турции, они были ассимилированы, как и другие народы, которые там оказались. Потому что Турции было на тот период запрещено говорить, что ты чеченец, что у тебя фамилия должна была быть только турецкая, да, имена только турецкие. Да, тоже. Запрещено учить язык. И поэтому, если вы посмотрите чеченцев, которые живут в Турции, они фактически отуречились, и они вообще чеченского очень мало что от них осталось. К примеру, в Иордании чеченцы свободно практически говорят на чеченском языке. Вот разница в том, что вот государство, к которому мы хотим некоторые прибиться, да, как бы потом не стать приложением к Османской империи. Да, турками как бы. Да. Алик задает вопрос, Хусейн. Как ты видишь после путинскую ситуацию Нохчичой? Наше государство будет в сегодняшних границах или как до нашествия российских орд на Кавказ? То есть расширим ли мы, вернем ли мы свои старые земли? Ну, в этом никакой, конечно же, вернем. Наши земли освободят. Причем освободят добровольно. Они после Первой войны, как мы помним, уже начали их освобождать. Весь, например, 2 района, которые находятся в составе Дагестана, после депортации, которые были переданы им, Дагестан добровольно начал возвращать. Но российское руководство попыталось через эти 2 района стравить наши народы. И, как вы знаете, вот эти даже попытка, например, Кизляр, Радуев, если вы помните, захват роддома и поход в Кизляр, была своего рода, но наши просто не раскусили этот момент, тот период. Это была тоже попытка стравить дагестанцев с чеченцами. Но тогда у них не получилось этого, да, потому что
в этом селе Комсомольское, которым были окружены наши ребята, ожесточенные боевые действия, тройное там какое-то кольцо, в общем, очень сложно было нашим ребятам там, но они сумели оттуда выбраться. Это было чудом, конечно, огромным мужеством, были потери там среди наших ребят, раненые и так далее, но вот это мужество, которое оказалось и применили или показали наши ребята, сделало обратный эффект. Дагестанцы сами были удивлены этому мужеству, и поэтому тогда конфликт не получился. Но потом через вот эти Чабан-Махи, Ботлих, Карамахи и так далее, тут, конечно же, немножко удалось с помощью провокаторов, спецслужб и так далее, провокаторов с дагестанской стороны, с нашей стороны, создать уже такой конфликт между дагестанцами и чеченцами, который до сих пор как бы не исчерпан еще и подогревается нынешней властью тоже. Сегодня, вот говоря о территории, там с ингушами поссорились, да, там с дагестанцами, вообще это какая бессмыслица сегодня делить вот в такой ситуации территорию, да, от того, что эта территория, не будучи свободной, независимым государством, отойдет к нам, дагестанская территория, и мы отойдем к ним, или частично, да, или даже полностью, то абсолютно это ничего не меняет, да, потому что мы все как бы под русским царем сидим. Эта территория на сегодняшний день как бы под оккупацией, она управляется из Москвы. Нам там ничего не светит абсолютно. Но когда управление от Москвы уйдет, и когда мы станем независимым государством и будем сами властью в этой стране, естественно, мы сумеем договориться с нашими соседями по-хорошему, чтобы они вернули нам наши территории. При условии, если не будет вмешиваться Россия, не будет стравливать наши народы. Вот просто избежать надо вот таких острых моментов, острых конфликтов. Сегодня вообще, вот разговаривая, сейчас немножко как бы сбилась волна, да, о том, вот, чеченцы с ингушами, там чего только не писали, да, вот несколько месяцев назад, ну, всякую ерунду, с дагестанцами. Вот мы там ведемся, народы, которые тысячелетиями жили по соседству, никому ничего не делали. Сегодня пришел какой-то русский Иван и нас всех развел, как в ринге, по разным сторонам и стравливает потом. Любуясь, как мы друг другу волосы рвем на голове. Хусейн, я вчера, по-моему, смотрел интервью Гордона и Соловья. Там уже Соловей открыто просто сидит украинский журналист, и Соловей ему открыто говорит: никогда вы не получите Крым обратно, не дождетесь. И сидит Гордон ушами хлопает. Но там был очень интересный момент, я не об этом, я о другом. Когда речь зашла о новичке отравления Навального, Соловей сказал, что первое отравление было над нашим командиром из Иордании, по-моему, Хаттаба. Первое отравление было новичком. Гораздо раньше. Ну, новичком, да, новичком, да. Да, ну, может, да. И что? Там было до того еще в период Первой русско-чеченской войны, было, по-моему, то ли в Лефортово, то ли, вот я не помню сейчас какая тюрьма, да, но это можно по интернету проверить. Был такой командир у нас тоже, Лечи, Борода его, кличка да. Борода была, Лечи, сейчас фамилию не помню. Он попал в плен к ним, и вот отравление этим... Полонием, по-моему, его отравили, нет, Бороду. Да. Перед да? Литвиненко, до Литвиненко его убили. Все симптомы отравления были налицо, точно такие же, как у Литвиненко. А я до этого вот читал несколько материалов о том, что как создавались отравления, ну, эти яды в России, как их испытывали на заключенных. Это было после царя, там, и при советском, в принципе, в советское время началось вот это, скорее всего. В советское время прямо эти как бы ученые, там, горе-ученые, которые создавали эти яды разные,
Они испытывали в камерах на заключенных. Испытывали, там давали дозу, то человек корчился, мучился, там давали, чуть дополняли, давали другую дозу. То есть они пытались создать на живых людях, Мгм. ну, чтобы не было симптомов такого отравления, да, там сердечные приступы, там какие-то эти, чтобы экспертиза не могла ничего доказать. Вот они сделали этот полоний, да, который за короткое время ну, просто распадался. Мгм. И невозможно его определить, чем он Да, он отравлен. распадался не быстро, но его нельзя было определить имеющимися средствами. Ну, И быстро достаточно, и быстро тоже, ну, потому что, да, тот период, это неизвестный был яд, да, да. и, конечно, если это не произошло в Лондоне, то он как с Лечи бородой остался бы просто смертью и все. Неизвестная, да. Да, неизвестная смерть. Смертью, да. И новичок это уже, да, Хаттаб, когда 90 2000 2001 2000 отравили Хаттаба, я сейчас точно год уже забыл, я это помню прекрасно, я был дома еще. То есть ему прислали письмо, и это письмо было скрыто, и после того, как контакт на руке или где-то там через это письмо, видимо, вложенный конверт был отравленный, и он попал к Хаттабу, Хаттаб его потрогал, как с новичком, да, и после этого погиб, еще там несколько человек погибло. То Да, есть да. это было уже сигналом, да, а потом был еще один случай попытки отравить Масхадова. Тоже был такая попытка. В селе Малые Атаги жил наш депутат парламента Ларсанов Ризван. Да, Алгечтелсон, его нету, да, Лазов Обалдел. А его, этого Ахмед. Ларсанова Ризвана, тоже в районе, по-моему, Белготой, Шалинская на тот период ФСБ города Шали, Шалинского района, русская, естественно, ФСБ, они взорвали его с двумя его коллегами, с двумя, вернее, не коллегами, а с его попутчиками. Подложили мину в машину, да, и прямо в машине его взорвали. А до этого Ларсанов Ризван был похищен из своего дома, старых Малых Атагов, где в 96 году проходили переговоры. Многие помнят, что у него дома это были переговоры, в 95 году были, в 96 году тоже были переговоры, и после похищения он попадает в Моздок, и потом к нему приходит Трошев, да, генерал Трошев, там, вернее, не к нему приходит, а его приводят в Моздок к генералу Трошеву, и Трошев ему, в общем, говорит так: Ризван, ты извини, я тебя просто сюда приказал привести, я не хотел, чтобы соседи, там, люди видели, что ты сам добровольно пришел, вот мы таким образом тебя как бы похитили, чтобы ты потом мог возвратиться и нормально жить у себя дома, чтобы люди ничего не говорили. И предложение Трошева было выйти на контакт с Масхадовым. Трошев хотел поговорить с Масхадовым, но я на тот период тоже имел контакт с Масхадовым, как бы не прямой контакт, но в любом случае через посредников, там, ну, это такая долгая история. Ну, имел выход, этим словом. И этот Ларсанов, потом, вернувшись домой, мы встречаемся, иногда у него ночевать приходил. И он мне вот это рассказывает, что его Трошев забрал, там Трошев ему сказал, что чтобы он вышел на связь с Масхадовым, и чтобы ему устроили вот эту связь. Я этому Ларсану Ризвану говорю: Ризван, вот представь, кто такой Трошев, да, и кто такой Масхадов. Масхадов может приказать остановить войну, да, отвести войска, там, вообще подписать договор, ну, все что угодно. Он президент. Трошев, кроме как командовать своими там, вот этими войсками, которые находятся в Чеченской Республике, ничего не может. И то, если главный штаб или там какое-то руководство, главнокомандующий ему прикажет, он абсолютно, у него ничего нет в руках, абсолютно никакой власти. И это неравноправные какие-то встречи, переговоры, чтобы мы организовывали их, никакого интереса Масхадова встречаться с ним нету. Единственное, я для тебя могу сделать одну вещь. Ты можешь одноразово, да, сказать ему, пусть он там скажет,
Ну, ну, чтобы тебя спасти, этого Резвана, чтобы как бы от удара увести, чтобы он обратился, там аудиокассету тогда записывали, и чтобы он это записал кассету, что я ее как бы обязуюсь передать Масхадову, что Масхадов ответит ему на эту кассету. И когда второй раз Ларсанова забрали уже в этот Каспийск, приехали за ним, повезли в Каспийск, Трошев прилетел в Каспийск, и Трошев, это мне Ларсанов сам все это рассказывал, и Трошев сидит, пишет письмо Масхадову. Пишет и пишет в грубой форме, там такой, знаешь, там, ну, как к врагу обращается, как там прекратить войну, что такое. А Ларсанов там прочитал и говорит, ну, это же несерьезно, если вы хотите какой-то диалог вести, разве такими словами можно вести диалог? Масхадов вам не ответит и не будет абсолютно слушаться, надо как-то по-другому. И тогда Трошеву он предложил вот это аудио записать. Ну, Трошев записал аудио, кассету, мы ее передали Масхадову, Масхадов записал ему ответ, передали назад. И я потом Резвану сказал, все, Резван, на этом весь вот этот контакт заканчивается. Ты скажи, что у тебя эти контакты пропали, эти человек, который передавал, ты его не можешь найти и так далее. Никого нет, у тебя больше контакта с Масхадовым нет. И вообще не ищи никаких людей, которые бы делали с ним контакт. Это не приведет к добру, потому что ты сам себя уже там начинаешь, если у тебя есть контакт, значит, ты уже как бы на крючке становишься. Так мы договорились, и потом через некоторое время, оказывается, уже без меня Ларсанов нашел какие-то другие пути, и этот ФСБшник, начальник ФСБ по Шалинскому району, написал письмо и передал через Ларсанову это письмо. Это письмо потом уже после отравления этого Хаттаба, но наши уже начали испытывать эти, ну как бы проверять, да, там на голубях, на курах и так далее, чтобы смотреть, отравлено или нет. И вот это второе письмо тоже пришла информация, что оно оказалось отравлено. То есть до Масхадова оно не дошло еще на первых подступах. Было выявлено, что это письмо, возможно, отравленное. Ну, в любом случае, было оно отравлено или нет, оно не имело никакого интереса. Это письмо не было доставлено Масхадову, и потом я уже пришел, и потом Ларсанов мне об этом не сказал, да. А потом уже, когда... сказал, да, потом уже сказал. И когда Ларсанов узнал, что это письмо было отравленное, что наши были недовольны тем, что он ведет дальше переговоры, я ему лично сам говорил тоже об этом, что тебя же предупредили, зачем ты это делаешь. И когда он ехал с этими двумя мужиками Шали или из Шали, по дороге их встречает БТР с этим начальником ФСБ. Они останавливаются и на обочине стоят и разговаривают. И проезжающий родственник этого Ларсанова Резвана видел, как они разговаривают, жестикулировали громко, ну как бы вроде как скандал. И он остановился, и там, когда сказал, ну, что-нибудь нужно, помощь, могу я остановиться или нет, Ларсанов ему сказал, езжай, тут все нормально. То после этого Ларсанов, видимо, я уже сам предполагаю, Ларсанов, эти двое его пассажиров, или один Ларсанов, скорее всего, сел в БТР с этим ФСБшником, начальником Шалинского ФСБ, и они выехали на этом БТРе внутри, ну, как по-дружески, да, выехали как бы в сторону Белготовья. Там, видимо, за руль сел военный какой-то. Потом там уже в Белготовье, видимо, тоже они отвели этих людей от этой машины, Нива была машина. Может, завели в БТР, может, где-то там на поле разговаривали, за БТР зашли. То есть в этот момент машину успели заминировать. Ну, там несложно же, подложили под сиденье куда-то там мину, в эту машину или снизу положили. И все, потом попрощались с этим Ларсаном, Резван. Ну все, Резван, давай, друг дорогой, хорошо, что ты такой хороший. И буквально проехал метров 300, наверное, от этого БТРа, машина взлетела в воздух с Резваном и с этими двумя людьми. И на третий день пастух случайно наткнулся на них и опознал этого по удостоверению Резвана Ларсанова.
И вот такая ситуация была там с этим отравлением. Многие не знают, в чем дело. Хочу тоже один эпизод из этой войны рассказать. Это грязные методы, грязные, которые применяли русские. Да? Да, это, конечно, подлость. То много людей, они вот на доверии убивали, вот наших людей. Тот же Масхадова, по-моему, на переговоры вызывали, да, когда его убили. Да, это предположительно тоже там, там я уже как-то рассказывал, что фигурирует одна кассета, которая ему была от, как бы, кассета не ему была, а кассета была от самого Масхадова для Путина. Послана кассета, она попала в руки к этим марионеткам, и после этого Масхадова не стало через какое-то время. Но это надо будет нам потом расследовать. Это убийство Масхадова, убийство Дудаева. Придет время, мы очень тщательно, скрупулезно должны все эти убийства высшедолжностных лиц расследовать. И, конечно, и в истории оставить, чтобы не было белых пятен, чтобы все это дело закрыть и назвать участников, заказчиков убийства. Все это должно быть сделано в обязательной форме. Да, все. Так, Хусейн, вот если применялся вот этот новичок, сейчас на Россию пытаются наложить санкции, уже наложили какие-то санкции, некоторые люди уже попали в какой-то список после сегодняшнего выступления Путина. Американцы сразу же внесли, потому что человек вообще нес бред, просто сумасшедший бред, с такой наглой рожей. Он рассказывал, что должны мы жить в мире, мы должны сейчас помириться, вместе воссоздать какой-то пути решения проблем вот этого коронавируса и так далее. Как только закончилось его выступление, в этот же день американцы сразу ввели новые санкции против России. И вот про Навального даже Северный поток из-за говорят, как бы из-за этого сейчас будем останавливать. Применение вот этого химического оружия запрещено международными конвенциями. Россия взяла на себя обязательства не производить, не распространять, не применять и так далее. И вот на протяжении вот многих лет в Чечне применялся вот этот яд, химическое оружие, которое запрещено конвенциями. И при всем при этом делали вид, что ничего не происходит. Я читал сегодня старую статью Дэвида Саттера, и там тоже, говорит, например, Мадлен Олбрайт задали вопрос, как вы считаете, чеченцы взрывали дома в 1999 году? На что Мадлен Олбрайт сказала, что расследование пока идет, и терроризм в демократическом обществе неприемлем. Хотя уже прошло полгода, где-то 4 месяца после того, как были задержаны и отпущены в Рязани вот эти ФСБшники, которые закладывали. Ну вот я что хочу сказать. Химическое оружие, бактериологическое оружие, шариковые, игольчатые, вот все это запрещенное применялось против нас. И санкции вот начали применяться только когда уже поняли, что вот теперь Путин пошел на них. Как ты думаешь, Хусейн, вот эта политика, она как-то должна измениться и в плане, должны ли западные страны, в том числе американцы, признать, что да, мы были виноваты в том, что мы вот оставили вот этого монстра без внимания, без присмотра, и что вот он разросся до таких масштабов. Дэвид Саттер, кстати, так и говорит, как Америка сделала Путина пожизненным президентом. Он прям так и это все называет. Как ты думаешь, Хусейн, произойдут эти изменения, что вот американцы, европейцы скажут, да, ребят, вы были правы, полностью давайте Гааги расследование, зеленый вам, зеленый сигнал светофора. Будет это, Хусейн? Или не будет? Обязательно будет. Почему будет? Да, вот я просто хочу опять привести пример. Да? Это самое такое лучшее, когда приводишь пример. В 2004 году, 2014 году, когда начался захват Крыма,
и там Луганск, Донецк, эти события пошли, мы пришли на демонстрацию к украинцам здесь, в Вене. В Вене была огромная демонстрация, и мы, чеченцы, естественно, пошли на эту демонстрацию для того, чтобы поддержать украинцев. У нас был свой флаг ичкерийский, и стоящие рядом женщины, украинки, спросили, а что это за флаг, кто вы, откуда вы? Мы говорим, ну мы чеченцы, это Чеченская республика, Ичкерия, флаг Ичкерии, ну, думая, что нас сейчас, знаешь, что будут приветствовать наоборот. Женщины, а почему вас, чеченцы, вы нас убиваете же там, почему вы нас убиваете? Но это было после того, как туда послали Луганск, Донецк, пехоту, путинскую пехоту. Да? И нам пришлось очень долго растолковывать, рассказывать, кто такие чеченцы, кто такие кадыровцы, кто такие там настоящие чеченцы, что такое Ичкерия. То есть это надо было разжевывать, потому что под этой пропагандой русской, да, и до сих пор многие украинцы говорят, что мы были в заблуждении. Вот когда мы здесь даже пишем на Фейсбуке, везде, все говорят, вот мы ничего не знали про это, мы верили русской пропаганде, телевизору и думали, что действительно чеченцы какие-то террористы, бандиты, что они там детей захватывают, школы, вот дома и так далее, что как будто русские что-то делали по-другому. То есть сейчас, недавно мы были с белорусами на митинге. То же самое. Белорусы о нас абсолютно ничего не знали. Белорусы точно так же были под пропагандой русского телевизора, да, там, и под пропагандой Лукашенко. Теперь белорусы знают, что чеченцы тоже стремились освободиться от этого русского ига, да, которое сегодня напало на них. То есть эти все вот государства за государством потихонечку прозревают. В европейские страны здесь немножко сложновато тем, что существует языковый барьер. Когда мы говорим о чеченских проблемах на русском языке или о чеченских проблемах на чеченском языке, то мало кто из европейских каких-то лидеров, там, политиков, журналистов, ну, понимает, о чем мы говорим. Дело в том, что не имея, ну, как бы, не имея навыков или там языкового знания языка, невозможно какие-то серьезные выводы делать. И поэтому для того, чтобы мы могли вот о чем ты спрашиваешь, да, рассчитывать на то, что когда-то и о нас будут говорить, и расследовать те преступления, которые на нашей земле делали, мы должны это беспокоиться, мы должны информировать мировое сообщество. И сегодня мы обязаны информировать вот эти документы, которые мы имеем сегодня, там, 95-го года, 4-го года, когда они применяли эти химические разные оружия, там, кассетные бомбы и так далее, все время надо повторять, все время надо переводить вот эти факты той войны, которые мы уже сами почти забыли, переводить на иностранные языки и давать как новую информацию о злодеяниях русской армии на чеченской земле. Потому что люди, которые, ну, хотя бы по телевизору видели то время, как бомбили город Грозный в новостях, да, того времени, 95-м, 96-м, 99-м и так далее года, эти люди уже давным-давно на пенсии, они не у власти, эти люди. У власти совершенно другие, новое поколение людей, которые вообще о чеченцах ничего не знают. Единственное, что они знают, что мы вот здесь вот уже в Европе, да, там бандиты, там еще какие-то, как нас русские называют, и создали нам имидж таких плохих чеченцев. Вот они об этом знают. Мы должны рассказывать им другую сторону чеченцев, мы должны показывать другую сторону. Мы должны, опять-таки, вот возвращаясь к этой культуре, да, показывать чеченскую музыку, показывать чеченские танцы, да, показывать кавказскую культуру, одежду, вот эту нашу национальную одежду, которую носят казаки, которые переняли у нас эту одежду и которую стесняемся носить мы. Вот. Удивительное это дело. Вот таким образом только можно изменить имидж, да, и достучаться до европейские сердца. Другого пути просто нет у нас. Говорить нужно на их языке. Вот единственный способ, да, как бы включить опять вот эту махину, вот этот маховик антирепрессии, и
как бы антипутинской вот этой России. Пропаганды, против пропаганды, которая ведет. Нас столько лет оболгали, что даже если когда я с кем-то общаюсь, и возникает вопрос, и говорят, вот, а ты интеллигентный, а я думал, что чеченцы все-таки, и такое представление, что вот я один из миллиона попался нормальный, остальные все плохие, вот открытие для человека, что он увидел нормального чеченца. Хусейн, здесь Фриман антипутинизм, есть у нас такой подписчик, пишет, Путину долгое время удавалось изображать из себя демократа и заниматься международным терроризмом из-за близорукости международного сообщества. Я бы чуть-чуть дополнил бы то, что он говорит, и из этого задал бы тебе вопрос, Хусейн. Но сперва я Фриману антипутинизму сказал бы, если ты хочешь, Фриман, с удовольствием я тебя приглашаю на стрим. Мы с тобой очень много интересно поговорили бы. Хусейн, демократ занимается, Путин изображал из себя демократа и занимался международным терроризмом. Сейчас, видя, что здесь убивают нас, Россия разрослась, там вот ее агентура, щупальца разрослись по всему миру, почему спецслужбы не наносят вот эти массовые удары, почему вот зачистка, помнишь, как в советское время кто там выглядел даже как коммунист, у того большие проблемы начинались. Почему вот кто выглядит как путинист или поддерживающий, у них до сих пор нет проблем, Хусейн. Вот у меня вот проблема с этим. Но здесь ситуация о том, что вот сложилось так, что было два лагеря тогда, социалистический лагерь и капиталистический лагерь, да, и это борьба двух таких систем. Социалистический лагерь хотел поглотить вот этот капитализм, насаждать здесь коммунистические строи. Везде, если мы посмотрим на карту, политическую карту мира, там, 70-х годов, да, там, вы увидите, что пол Германии было красным, да, ГДР, Польша была красная, там, Чехословакия была красная, в общем, Европа, да, там, за исключением несколько всего лишь государств, полностью была красная, социалистическая. То есть понадобилось много усилий, и, конечно, Америка этому способствовала для того, чтобы развалить этот Советский Союз, лишить его ресурсов и так далее. Там роль играла нефть, как мы помним, которая то ли до 27, что ли, долларов дошла, упала цена на нефть на тот период развала Советского Союза, что способствовало, в принципе, и развалу Советского Союза, потому что поступление денежных ресурсов, кроме как из продажи нефти, у них не было Советского Союза. Ни конкурентная способность, там, промышленность, автомобильная промышленность, тяжелая, ну, помним, как сырьевая она придаток, так и до сих пор остался. То есть сегодня просто идет нормальный процесс, да, не надо нам спешить никуда. Мы очередной раз, мы люди, вот, которые здесь сейчас по ту и эту сторону, станем свидетелями развала России. Это очень скоро, это просто не может не произойти. Мы видели, что Европа и Америка очень аккуратно распустила Сербию, да, там Югославию бывшую, распустила на маленькие государства, помогла этим государствам установиться, да, там, помогла развиться немного, да, и пустить их в свободное плавание. То есть вот такие моменты, когда мы видим примеры, уже готовые примеры, да, надо быть оптимистом, чтобы верить в то, что такое же произойдет и с Россией. Потому что Россия это не русский народ. Россия состоит из многих народностей, из многих народов, огромных народов, которые стремятся выйти из состава России, просто ждут удобного случая, чтобы покинуть Россию. Мы же знаем, что это Татарстан, там, Башкортостан, Чеченская республика, того советского Чечено-Ингушская республика, объявили суверенитет еще в 1991 году. И поэтому объявленный суверенитет, как бы оккупировали наше государство. Вот
Татарстану, Башкортостану не дали развиться, как мы знаем, обманным путем затянули обратно в Россию, там были э, такие большие там обещания, особые статусы, особое положение и так далее, что в конечном итоге одним указом Путина потом пришло соответствие, привели конституции союзных, ну, разных автономных и прочих республик в соответствии с Конституцией Российской Федерации. На этом все их привилегии и закончились, в принципе. Побаловались Поэтому, немножко и хватит. поэтому здесь ожидать надо, никакого чуда не произойдет, просто исторические процессы, развал последней империи не за горами. Просто надо в это верить и надо делать все, чтобы ускорить этот процесс. Вот и все. Тут блогер, под ником блогер. Аслан, я грузин, живу в Лондоне. Сам я блогер и готов на английском говорить о ваших проблемах. Просто дайте знать. Это мой евро имя, а так я Георгий, говорит. Блогер, спасибо большое. Обязательно мы с вами спишемся. Сегодня после эфира можно, завтра можно. Напишите мне комментарии или так, потому что здесь сейчас это все потеряется. И обязательно Да. поговорим. Вот это очень важно, когда именно говорят на английском, рассказывают об истории чеченского народа на английском, на немецком. Вот это надо нам. Такую помощь нам, реальная помощь будет Да. именно вот если И важно то, что это будет говорить даже не чеченец. Когда другие говорят о нашем, это еще лучше видится. Спасибо большое, Георгий. Давайте обсудим это попозже. Хорошо? Здесь Андрей Русский задает вопрос по поводу убийства Тесака. Ты слышал по поводу убийства вот, известного русского националиста Тесака? Что ты можешь по этому поводу сказать? ну, как мы знаем, Тесак тоже понаубивал много людей, абсолютно невинных людей. Это тоже была кремлевская какая-то команда, которая, вот, как мы помним, молодежное движение, мы, там, не мы, Да, еще да. какие-то создавались противовес республикам, противовес нормальным людям, демократии, для того, чтобы укрепить путинскую, ну, какую-то власть в России. Все эти тесаки, все эти движения именно для этого создавались, для того, чтобы сплотить русских людей, да, русский народ, как бы, ну, русский народ, когда сплачивается, когда надо проливать кровь, да, кого-то убить, прибить, забить, вот тогда начинается у них кипеть кровь, и они начинают тогда быть братьями и сестрами. И вот ну, этот Тесак и его там вот эти банды, они нападали, как мы помним, на узбеков, на таджиков, на кавказцев, убивали этих людей, и им за это ничего не бывало долгое время. Но сейчас, видимо, Тесак уже не в моде, не в тренде. Видимо, сама власть его и устранила, насколько я так уверен, что там никакой другого варианта гибели, да, кроме как нежелания выпустить его на свободу, не Мгм. было, потому что в нынешней ситуации тесаки тоже опасны для самой власти. Прозревшие тесаки, конечно. Ну, я-то думал, он наоборот как бы независимый. Он как-то сопротивлялся или Навряд ли. манипулировали, да, получается? Это, ну, надо просто вспомнить немножко раннюю историю, да, как может быть свободно убивать, ходить людей, да, свободный человек этого не может делать, никакая банда не может сделать. Все то, что в России, ты же знаешь, жил уже в России, все, что там делается, да, даже эти воры в законе, там любая вот это вот крышевание и так далее, это без спецслужб, никак это дело не обходится. Все в России под контролем. Мгм. И любого рода такие молодежные движения, там вот, скинхедское движение и другие, там вот это движение, я уже забыл, лидера Давыдов, кажется, был, да, организация «Мы» Ну, я не ходили помню. там Много красные. тогда. Они до сотни, 200 человек в год убивали тогда в Москве, по России. Такого рода преступления не могли быть не раскрытыми, например, все об этом говорили. Так, Вольф спрашивает.
Аслан Хусейник хат ишери ха гасшант и бол беш бол нохчи болгар давулш шей дэмс ухирду масална, если допустить. Так, Аслан Хусейник хат ишери ха гасшант и бол беш бол нохчи болгар давулш шей лэмс бокер, дэмс. Хухирдер. Если добровольно человек уйдет со службы русской, я так понял этот вопрос, какие к ним будут меры, санкции? Он не имеет, наверное, о мерах и санкциях. Скорее всего, что бы произошло, если бы они ушли бы, я так думаю, в этой плоскости вопрос. Есть здесь такой вариант, да, национальное неповиновение называется, акт национального неповиновения, когда народ прекращает служить, ну, подчиняться оккупационной власти. Когда люди не идут в полицию, когда люди не идут в администрацию, когда люди не идут какие-то такие политические там и так далее, не становятся подмогой этому оккупационному режиму, то эта оккупационная власть в лице военной администрации, да, ничего не может сделать с этим народом. То есть абсолютно становится беспомощной, да? Потому что ты не можешь себе назначить русского какого-то майора или капитана, да, и потом его руководителем села сделать какого-нибудь, да, потому что на следующее утро он будет или повешен, или там убит, и все, на этом его судьба закончится. Если же чеченец становится юрта руководителем села, то, конечно, он становится, там его родственники, приближенные, какие-то его защищают, кровная месть и так далее, далеко заходит, поэтому люди не хотят таким методом убивать этих предателей. И правильно, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, дурной пример очень заразителен. Должно быть конечно, после деоккупации должна быть люстрация в обязательном порядке, должно быть наказание всех предателей, выявление этих предателей, выявление должно уже сейчас быть, фиксироваться эти люди, списки должны быть все составлены этих людей, которые причинили вред, причинили чеченскому народу большой вред, и в силу того, насколько совершено зло, соответственно, должно быть к ним применено такое же наказание. И оно будет, да, потому что в другом случае мы имеем пример, очень плохой пример, когда после Первой русско-чеченской войны у нас не хватило времени для того, чтобы наказать предателей, которые завели русские войска в Чеченскую республику. Такие как Кантемиров, Завгаев, Автурхан Умар, Кикиев, Какие? Вот многие таких подонков, которые должны были быть наказаны сразу же после войны, где бы они ни находились. Их надо было из-под земли вытаскивать, но наказать, чтобы не было повадно другим людям, другим. Мы это не сделали в свое время. Теперь пожинаем плоды, когда уже предательство чуть ли не считается геройством. Понимаешь, так герои стали наоборот, да. И да, все это дело вверх ногами поставить. Да. Надо, обязательно должно быть наказание. Вот здесь Нох пишет, Путину все обернулось бумерангом. Хотел чеченцев превратить в глаза международного сообщества террористов, а сам превратился в террориста номер 1 в мире. И как раз думал сегодня над этим, Нох написал, столько усилий они приложили. 20 лет назад нас объявили нацию террористами, как говорит Гарри Табах. Да, у всех группировок террористических, он занимался антитеррором, говорит, были свои названия групп. И только у чеченцев они назывались чеченскими террористами, не какие-нибудь группы, а ну как по национальности, да, по национальному признаку определялись. И тут так освободился. Так, мы вернулись в эфир.
по-твоему, я сегодня на Фейсбуке заблокирован, да, на 30 дней. Мгм. Вот вопрос, за что? Сегодня там было какое-то короткое видео, где, вот я уже и забыл, где это было, так, на ходу шел на курсы, и там на ходу написал комментарий. То есть там где-то в России, да, один молодой парень Мгм. зарезал в подъезде должницу, соседку свою, девушку, которая 2300 рублей, 2000, думайте, 300 рублей ему задолжала и не могла никак их отдать. По-моему, ага. Не могла отдать, и он несколько раз просил ее вернуть деньги, но у нее, бедолаги, видимо, не было этих денег, и он решил тогда в подъезде ее проучить. И зашел в подъезд, ударил ножом ее, убил, потом обратно вернулся, подумал, а может не добил, еще, не дай бог, живая останется. Еще раз вернулся, еще раз побил ножом, как бы нормально. Но я не выдержал, написал, что у русских, русские сами не ценят свою жизнь, да, не ценят жизни ни своих солдат, ни своих соседей, ни своих родственников. То есть жизнь в России никогда ничего не стоила. Вот это, наверное, я так, комментарий, ну, примерно такого рода комментарий. И буквально вот, ну, 10 минут не прошло после того, как я написал этот комментарий, раз меня на 30 дней заблокировали. То есть то ли слово там дежурное, да, русский, может быть, то ли что, я не знаю как, но такая молниеносная реакция вообще ужасает. Но Да-да. ситуация такова, что в России вот убийство, да, убийство на бытовом уровне, на бытовой почве настолько распространено, там топором по голове, там дедушка бабушку убил, там кто-то хотел ограбить, топором убил. То есть вот очень-очень много, если посмотреть статистику, да, Мгм. то это ужасающие цифры можно выявить, просто этим никто не занимается, какова статистика насильственных смертей в России. Наверное, этих смертей больше, чем во время, в период военного действия погибает солдат где-нибудь на поле битвы. Это тоже бумеранг, который веками, да, там, обесценивая человеческую жизнь, а русский народ, русский, ну как бы власть русская, ну, русские, когда я опять хочу подчеркнуть, когда я говорю русские, это не обозначает, что 100% русских такие, да, там среди них есть очень хорошие, порядочные люди. Ну, мне хочется, русские, говоря русские, это Россия, Россия это русские, вот так, как они себя там преподносят. И поэтому это бумеранг, который им возвращается. Их жизнь сами с их участием обесценили вообще до невозможности. Сегодня жизнь человека в России ничего не стоит. Никто за нее ничего не отвечает. Если у чеченцев, например, за убийство другого чеченца следует кровная месть, там, преследование и так далее, то в России можно свободно убить человека, даже в тюрьму не попасть. Да, совершенно верно. Главное, чтобы у тебя там папа был в ФСБ или еще где-нибудь, и можно легко отмазаться, убивая человека. Да, это правда. Здесь у нас редкостный гость Андрей Русский, который считает, что он уважает чеченцев, и что его страна напала на нашу, и что это он к этому относится очень плохо. Андрей, раз на самом деле таких русских, которые такие позиции высказывают, очень мало, хотя у нас есть друзья, которые именно так думают. И вам спасибо, что вы так думаете. Спасибо, что понимаете и все как бы. Подчеркнуть, Аслан, мы, говоря о русских, говоря о России, что вот она такая страна, мы, понимая, что пока не изменится русский народ в России, пока русские не захотят иметь свободное свое государство, пока русские не поймут, что демократия лучше, чем вот эта империя, да, страдать будем мы. Мы от всего сердца хотим, чтобы русские сами освободились от этого дерьма и от этого ерма. И тогда мы найдем взаимопонимание и с русским народом, с нормальными людьми, да, и этот русский народ станет сам жить по-человечески, как живут народы в Европе. Поэтому наша цель тоже, борясь за свободу, чеченский народ борется и за свободу самого русского народа, Как за это не украинский народ, парадоксально, да? за все народы, которые находились под влиянием или под пятой у
у царской или советской там и так далее империи. Да, совершенно верно. Фриман, антипутинист, Ельцин и Путин начинали войны в Чечне для отвлечения внимания русского народа от разграбления России прививками ненависти к чеченцам. Этим расплодили этих тесаков. Это так, возвращаясь к тому тесаку. Файтер Израиль. Русские ученые, которые занимаются альтернативной историей, увидев твит Илона Маска, хотят с ним провести конференцию. Когда Рогозин издевался с Батутом, они молчали, а теперь хотят с Маском подружиться. Так. Маску надо, маску. Такая дружба. Да. Как найти? Русские в основном это и есть тесаки, говорит, как найти. Да, хорошая аналогия, я тебе говорю, я тебе скажу, как найти. Некоторые сотрудники американских банков слили руководство за связи с путинским окружением, говорит Шурдамак. И так будет больше и больше. С каждым днем будут раскрываться секреты, и петля, которая закручивается вокруг Путина и его банды, она будет все сильнее, сильнее. Удав, вот как медленно скручивают, и будут душить Россию. А мы будем наблюдать и помогать. Помогать будем. Да, да. Ладоши хлопать. Как они хлопали, а нас убивали. Да, совершенно верно. Так, Алиев. А что говорить за убийство, когда уже в какой раз в Питере находится расчлененного человека? Питер уже называется Расчленоград. Ужас просто, конечно. Лунный свет. Такие русские, как Стамахин, которые достойны уважения, очень и очень мало. И это печально. В основном это скрепцы великодержавные, говорит. Ну, по поводу вот убийства Расчленоград, да, там Петербург. Ведь недавно были кадры убийства какого-то бедолагу сирийца, да, который попал к Вагнеру в руки. Да. Вы помните, как кувалдами били этого человека по рукам, по ногам? Эти люди просто получали удовольствие от убийства. По-моему, это из Петрограда были, да, эти люди, кажется, если не ошибаюсь. Они тоже были из Питера или откуда-то. То есть эти люди получали огромное удовольствие от мучения этого человека. И потом, в конце концов, отрезали ему головы, ну там, промежности. Сожгли, да. И потом повесили его и начали сжигать этот труп. То есть это вот настолько, ну, не знаю, там, даже не могу сказать, звери, не звери, там, звери таких вещей не делают. Звери обычно жертву убивают, чтобы насытиться, и все, не впрок. То есть это уже за пределами понимания, когда человек может пойти вот на такого рода преступления. И это идет же, вот эти люди потом возвращаются домой, там, к своим женам, к своим детям, посылают туда какие-то посылки, может быть, у этого бедолаги что-нибудь деньги забрали, или там, может, какие-то украшения, может быть, забрали, или украшения жены этого человека забрали и отправили своей жене в Россию. Вот в Чечне, я помню, во время Первой русско-чеченской войны русские солдаты, ну, там, контрактники в основном, да, или при зачистках отбирали золотые украшения у чеченских женщин, стирали сережки с ушей, там, цепочки золотые и так далее, и отправляли их посылками своим любимым женщинам, своим женам. То есть это, вот, все это воспитывалось. Эта жена этого убийцы, да, который воевал в Чечне или там, в Сирии, или где бы то ни было, он воспитывает ребенка, да, она, вернее, воспитывает ребенка, и в ребенка вкладывает то, что было вложено матерью ее мужа, его своего сына, мужа вот этого. И таким образом новое поколение вот этих живодеров, да, они выращивают, это беспрерывный такой процесс выращивания нового живодера. Да, совершенно верно. Так, Асланбек, с недавних пор, наблюдая изменения в Мордоре, я начал называть быдло российским, потому что самые неадекватные российские патриоты – это не русские. Можно согласиться, Асланбек, с тобой, конечно. Но это опять вот, Аслан, здесь такая ситуация, да, им никто не указывает. Эти люди для того, чтобы зацепиться за власть, где-то там промелькать в телевизоре,
Ну, вот я помню, просто опять пример приведу. Был фильм такой, кто, если помнит, с исполнением главной роли Николай Крючков был в советское время, такой очень известный актер. Фильм назывался «Парень из нашего города», по-моему, так назывался. И эпизод происходит где-то в Испании, да, там немцы, ну, видимо, довоенные, Мгм. 30-е годы, когда немцы, Германия, фашисты полезли в Испанию и так далее. То есть там был контингент советских специалистов, военных специалистов, и один из таких специалистов попал в плен к немцам. И когда попал в плен, ну, это Николай Крючков, если кто помнит его, да, его лицо такое чисто русское, такое, в котором не ошибешься. Этот Николай Крючков в виде испанца, да, он преподносит себя испанцем, называет испанскую фамилию, и этот немец стоит такой злой, гестаповец, и говорит, фамилия, и этот называет испанскую фамилию. Так он, немец ходит туда-сюда, обратно подходит, фамилия, опять это испанскую. На третий раз подходит, фамилия, тот опять там испанскую какую-то фамилию называет, этот немец раз ему в морду дает кулаком и говорит, а рожа-то рязанская. Этот эпизод Рязанский испанец. мне так понравился, вот я с тех пор помню, здесь, что бы ни делали, да, что бы ни было, все равно вот выявляется рожа, да, этих людей, ну, рожа как бы убийц и так далее, и национальная принадлежность этих людей тоже. Так, вопрос Евгений задает. Есть ли у чеченских диаспор в Европе зонтничная организация, объединяющая Верховная? Вы могли бы координироваться и объединяться, а то выходит, что каждый из своего окопа стрельбу ведет. Хусай, что скажешь по поводу того, что вот мы каждый из окопа ведем стрельбу, ну и объединение по поводу вот, объединения Евгений спрашивает. Здесь мы, в принципе, объединение, не объединение. У нас есть здесь правительство изгнания, его возглавляет Ахмед Закаев. Это всем известно и понятно. Есть правительство, да, правительство выполняет свои задачи. Я как депутат парламента, я, естественно, свои какие-то функции выполняю. Остальные люди, кто работает, вот как Аслан, например, блогер, да, это не правительственные организации, они ведут по своей линии работу. Это не обязательно должно быть под управлением одного человека. Да. Не может один человек управлять всеми блогерами, писателями, художниками и так далее. Когда люди более свободно работают, Мгм. не имея сверху, да, или там указку, то бывает более эффективен результат. Поэтому здесь из каждого своего окопа, лишь бы на общую мельницу лилась вода, да, мы будем приносить пользу. Конечно же, здесь надо указать, что неприемлемо, конечно, в этой работе религиозная риторика, да, такая жесткая или как бы радикальная риторика, потому что такого рода риторика только усугубляет наше положение, отвращает нас от нас, нормальных людей, политиков и так далее. Еще нельзя, вот нам обычно наши люди, в случае чего там, ну, автоматически уже говорят, скажу по-чеченски, да, это был бусобнее, да, это был, да, лардул бусобнах, да, ларбул бусобнах больше. Это тоже, если, например, на русский язык перевести, звучит очень нехорошо. Поэтому нам надо говорить о том, что когда мы желаем добра, желать его всем, независимо от конфессии, от цвета кожи, Национальности, да. да, люди, и надо говорить, чтобы всем людям было хорошо. Когда людям будет хорошо всем, и нам будет хорошо. Когда людям будет плохо, нам не может быть отдельно хорошо от этих людей. Поэтому вот эти вот слова надо учиться произносить правильные слова. Не надо там вот это религиозную, радикальную с подачи русских спецслужб лексику применять. Она никакой пользы не дает. Мы знаем, что кто верующий, он и так верит. Не обязательно ему на лбу тут писать, что я мусульманин и так далее. И мусульманина должно быть видно по его делам.
Ну, совершенно верно. Хусейн, пользуясь, я иногда критикую наше правительство за какие-нибудь моменты. Ну, я, в принципе, как ты только что сказал, я свободный человек. И именно этим, скажем так, я завоевываю уважение своих подписчиков и своих друзей, которые, ну, за то, что я говорю правду, несмотря на то, что свой, чужой не имеет значения. Правда, она есть правда. Но сегодня я бы хотел выразить благодарность нашему правительству. Потому что я увидел, как они работают. Вчерашние, позавчерашние вот эти приказы, которые вышли. Я несколько стримов назад обращался к правительству, непосредственно Ахмеду Закаеву я делал у себя в эфире. Ну, может, смотрели они меня или нет, не знаю. Но то, что провели они работу, которую должно делать правительство. За это я отдельно выражаю нашему правительству, премьеру-министру и его кабинету министров огромную благодарность от себя лично. Баркалшин, Масанда и Рейсхуир. Продолжайте в том же духе. Надо здесь тоже сказать, в работу, но как бы в работу правительства, в деятельность правительства вмешиваются, вставляют колеса, палки, да, очень много желателей остановить этот процесс. Да. Дело в том, что, и, как мы видим, в последнее время и Ахмеда Закаева лично самого, и некоторых членов правительства, и в отношении меня тоже, нас все время пытаются ввергнуть в какую-то внутричеченские разборки, да, какие-то вот там имена называют, там какие-то организации, там все такое. То есть пытаются подвергнуть ревизии или подвергнуть сомнению работу правительства. Сегодня я хочу твердо сказать, да, что правительство, которое возглавляет Ахмед Закаев, в его лице исполняет огромные функции, хорошо исполняет функции, которые возложены на них. Оно единственное легитимное правительство, которое на сегодняшний день существует. Кто бы там 3, 4, 2, 3 не говорил, да, нету никаких 2-3 правительства, есть одно правительство, возглавляемое Ахмедом Закаевым. Легитимное, законное правительство, которое в тяжелый момент взяло на себя функции правительства. Это люди, которые взяли на себя выброшенный флаг, только Умаровым выброшенный Конституцию, когда другие не посмели даже слова сказать. Поэтому здесь уже надо извиниться, ребята, извините, ваш поезд как бы ушел, обладает тот, кто имеет в руках надежные как бы, вот эти атрибуты государства. Сегодня пытаться, например, делать пиар на имени Закаева, да, многие пытаются делать, оппонируя якобы ему, да, там пытаются унизить или пытаются каким-то образом оскорбить, нелегитимно Закаев и так далее. То есть это пиар, это всего лишь пиар. Сегодня эти люди, прежде чем ругать Закаева или там критиковать Закаева, да, они должны показать свою работу. Вот смотри, Закаев, Ахмед, вот так надо работать, а не так, как ты работаешь. Да? Что-то надо показать. Когда ты ничего не показываешь и только критикуешь, это говорит о том, что ты хочешь вообще ликвидировать или испортить эту работу. Это не помощь никакая. Если надо, вот ты работаешь, да, видно твои результаты, тебе лично, Аслан. Твои результаты видно, твою работу видно, да, ты имеешь право критиковать. А если никто ничего не делает, он какое имеет моральное право критиковать другого, который что-то делает? Поэтому здесь тоже надо вот, людям, которые наблюдают за этой ситуацией, пытаться разобраться, кто здесь прав, кто виноват, или там стоит ли критиковать, или поддерживать людей, которые, ну, как бы криво критикуют как бы правительство, да. Здесь у правительства тоже надо понимать же, что мы, там, Закаев всего лишь удерживает вот эту ниточку легитимности правительства. Флаг он держит, да? Да, он держит флаг легитимно, для того, чтобы не была прервана наша легитимность, правопреемственность, да? Потом в будущем, когда деоккупируется, что мы могли эту цепочку связать с той Ичкерии 91 года, 92 года Конституции, чтобы вот эта вся цепочка перешла плавно, и наше государство не потеряло свою легитимность.
Вот это главное завоевание сегодня. Этим мы гордиться должны, что мы до сих пор имеем вот эту цепочку. И поэтому Закаев сегодня не может там беженцам помогать, как некоторые требуют. Да? Он здесь есть для того, чтобы беженцам помогать. Есть организации в Германии, во Франции, везде. Если кто голодный, там есть такие социальные службы, да, которые накормят, напоят, крышу дадут над головой. Если человек заболел, чеченец, там, кто бы ни был, то он может в любое время обратиться к врачу, не к Закаеву обратиться. Да. Закаев не врач, не социальный работник. Он председатель правительства, премьер-министр Чеченской республики, Ичкерия в изгнании. И всего лишь его в этом заключается функция, чтобы не дать потеряться этой легитимности. Вот и все. Да, совершенно верно. И знаешь, Шишан Хусейн, что критика, даже если ты ничего не делаешь, да, как наблюдатель смотришь и где-то высказываешь свое недовольство, это я тоже понимаю, потому что не все могут принимать участие, там еще что-то по каким-то другим причинам. Но когда эта критика переходит просто полное уничтожение правительства, да, правительство не признаю этого, вот тогда это уже переходит за грань критики, и это уже становится, да, критиковать сам ничего не делая, это как бы некультурно и неприлично, да, когда ты не платишь Закаеву, его кабинет министру зарплату, они как бы такие же люди, как и мы. И ты, Хусейн, например, то, что ты делаешь, например, каждый должен делать, по идее, да, ты за это ничего не получаешь, или там больше, чем других, ты в Чечне прав не получишь, когда она освободится тебе, там, да, у тебя будут такие же права, как у всех у нас. Но другое дело, когда это его личное, когда он критикует и не переходит за рамки, неприлично это. А когда ты говоришь, не нужно это правительство, давайте сделаем что-то другое, вот в этот момент это уже на грани государственной измены. Люди не понимают этого. Потому что ты пытаешься, ты говоришь то же, что говорят русские. Ты говоришь то, что вот не надо правительства, не существует Ичкерии. Вот они так говорят. И ты Сам, помогаешь. я тебя перебью, да, потому что, чтобы не забыть. Они знают, что они говорят. Зря ты говоришь, что они не знают. Ну, Они прекрасно знают, о чем они говорят. Здесь в Австрии, да, в Австрии, году это к 2000, когда Док Умаров объявил, это, в 2007. было примерно 2010, может быть, 11-12 год, точное время не помню, год. Здесь в мечети после пятничной молитвы мы собрались, не то чтобы пришли в мечеть, и некоторые деятели предложили нам остаться там и поговорить. В общем, их предложение было жить в мире и согласии, да, как сегодня тоже пытаются, Барт, вот эти дела, да, это оттуда идет. Эти люди предложили Барт нам, да, согласие. Я говорю, конечно, мы какие враги? Мы не враги друг другу, давайте жить мирно. На каких условиях живем мирно? Какие-то условия же должны быть. Да. И эти ребята говорят, вот давайте ичкерийский флаг уберем, черный флаг тогда был в моде, да, в тренде. Этот флаг уберем, ичкерийский флаг уберем, не будем говорить о политике, и будем жить вот так вот, мирно в Австрии, просто живем и все. Я говорю, давайте, я там, Исиита высказался, это Руслан Тахаев, там, мы были втроем, еще несколько таких более активных людей было со стороны Ичкерии, а те были как бы джамаатовцы, бывшие, не бывшие, но тот период, сторонники Имарата Кавказ. Часто, если это им скажешь, они будут мамой клясться, что не были сторонниками, потому что опасно стало быть. И вот они вот таким предложением. Я им сказал, да, что вы преступники, вы совершаете преступление, вы призываете к смене, в общем, к уничтожению государственного строя. Если бы вы в другой стране любой это сказали, вы бы сидели бы пожизненно в тюрьме за такие разговоры. Но я вам дал, а я вам это буду все время напоминать. Я не забуду об этом, и сейчас и напоминаю через много лет, что эти люди здесь живут, эти люди общаются, там, пытаются опять какие-то вот эти джамааты, какие-то дела крутить, да.
но видно, а после один из деятелей, из этих людей, да, я сейчас не хочу его имя называть, но здесь его все знают, он в 20-м бицирке Вены положил в музей флаг Кадырова, да, положил. Там была такая Ну, возможность в русский флаг, музее да. Мгм. выставить эти, ну, какие-то атрибуты, то, чтобы, ну, Чечня, там, чеченцы, если сказать, чтобы по этим какие-то изделия, может быть, одежду, что-нибудь, Мгм. что символизирует что-то. Ну, собрали какие-то кинжал, там, и какие-то вещи положили. Ну, в музей никто не ходит, Бицирки, какой там районный музейчик небольшой. Потом выяснилось, что он туда отослал такую бумагу, где написано, что Чеченская республика является автономной республикой Российской Федерации, население столько-то, там территория такая, туда-сюда. И внизу вот этот кадыровский, ну как бы российский флаг, да, флаг оккупантов. Да, флаг И девяносто потом пятого региона, да. людей, которые простили русским убийство чеченского народа, уничтожение городов и сел. В общем, вот такой флаг положил этот человек, бывшее должностное лицо. Причем этот человек был очень высокого ранга должностное лицо при Масхаде. Вот и после этого, ну, конечно, мы там разбирались, шумели, там, короче, разборки были по этому поводу. Я к чему это говорю, что просто так ничего не делается. Если тебе говорят, и ты кричишь сегодня, да, против Закаева, там, против другого, там, пытаешься, вчера лежал, спал, да, потом резко проснулся и пытаешься быть каким-то политическим деятелем, то меня это всегда у меня вызывает настороженность, потому что было время, да, не один же год, идет с 2001 идет вот эти становление государства, с 94 года военные действия, с 99 очередные военные действия. То есть уже столько лет идет война и военное противостояние с Россией, что определиться, кто ты, с кем ты и на какой ты стороне, давно было бы время у всех. Но почему-то до сих пор находятся люди, которые только что вот проснулись, как будто война вчера началась, да? Мгм. И вот пытаются как навязывать свои какие-то идеи. Но я думаю, что это нечистые идеи, не свободные эти люди в своих действиях. Я уверен в этом, что они не свободны. По Мгм. этому виду, видно, по этому флагу, о котором я говорю, видно, что за этими людьми что-то стоит, да, такое, что их заставляет совершать такого рода преступления. И еще, знаешь, Хусейн, один момент я думал, вот недавно, месяц назад, чуть больше месяца назад, меня пытались вербовать. Я тебе об этом рассказывал, об этом я всем рассказал уже. И у меня пришла такая мысль. Я один только из тех, кто об этом публично, официально всем рассказал и заявил. Но ведь были, скорее всего, и неоднократные эти попытки не только там, ко мне, но и к другим людям. И эти люди молчат, да, или же они начинают сотрудничать, или они все, я не лезу никуда, оставь меня в покое, и оставляют эту информацию ну, в себе или там только близкому кругу. Как ты считаешь, нам нужно выявлять вот этих агентуру, которую не, конечно же, никакой шпиономании не должно быть, там нельзя там друг на друга там подозревать необоснованно, но вот такие явные случаи, когда их нужно выявлять, этих людей, вот эту агентуру, нужно ли нам почистить свои ряды? Ну, безусловно, Аслан, безусловно, нужно. Но дело в том, что я даже вот в своей практике, да, живя здесь, если ты, например, подвергнешь кого-то сомнению, да, вот, в чем-то, то обязательно у него находится защитник или родственник какой-то, или что-то. И вот начнет мамой клясться, что он хороший парень. Хотя Мгм. ты явно видишь, что он не очень-то и чистоплотный. Да? То есть дело в том, что я в прошлый раз тоже говорил. Имам Шамиль как-то сказал, что у чеченцев, чеченцы, у вас нету возвышенности или горы, на которую вы возносите своих героев. И нету ямы, куда вы кидаете своих подонков. Вот это большая трагедия, да, чеченского народа. Мы сегодня, живя здесь, видя вот, ну, явного, да, какого-то подонка, да, который готов тебя продать с потрохами, родину продать и все такое. И когда ты его встречаешь на улице, мы начинаем: о, ассалам алейкум, хавати, гуду, мокшпарх, туда-сюда.
То есть это тоже лицемерие, да, с моей точки зрения, это большое лицемерие. Я пытаюсь, например, лично я пытаюсь с такими людьми не здороваться, не встречаться, ни вообще никаких дел не иметь, потому что мне они противны, эти люди. Я после этих людей, если даже случайно подам руку, у меня долго, очень долго бывает вот такое отвращение к своей руке. И я призываю таких людей, во-первых, да, во-первых, мы сами должны определить, кто у нас хороший, кто плохой, рукопожатный или не рукопожатный. И к этим людям относиться надо соответственно их действиям. И выявлять надо предателей, обязательно надо выявлять. Мы им ничего не можем сделать сегодня, да, не побить не можем, не посадить не можем, или там не можем уже как бы доказать, ну как бы 100%, да, там документы, какие-то записи, что такое. Но если человек сам признается в этом, ну почему бы ему не поверить? Конечно, с такими людьми надо вести себя соответствующим образом. Иначе мы в очередной раз проиграем. Ну, говорят, что тогда ты доносишь, стучишь, там, жалуешься и так далее. Ну, доносят эти люди, да, доносят эти люди круглые сутки, доносят до своих хозяев, до своих там марионеток Путина, их пехотинцев, притесняют всех чеченцев, которые здесь на митинг выйдут, фотографируют, откидывают, отдают эти фотографии, Туда телефоны. отправляют, конечно. Это называется доносительство. А когда ты человек, не прячась, ничего говоришь ему в лицо, что ты предатель, да, какое же это доносительство? Ну вот сейчас, Хусейн, тут возникла ситуация, тут мне один пишет, что я пишу заявление и там доносы делаю. И это связано с тем, что вот там один агент ГРУ, который возомнил себя великим проповедником, называл меня там доносчиком. И я бы хотел вот 2 минутки буквально, больше возвращаться не буду к этому подонку, потому что он очень много раз врал, и очень лживый человек. Помнишь, в Берлине в ноябре месяце у нас была конференция. На этой конференции вот этот мерзавец раскрутил вот эту ситуацию, что его брата побили. Туда приехало большое количество молодых людей. И некоторых я знал, с некоторыми я там познакомился. Ты тоже там с некоторыми познакомился, общался, все это, мы все там были. И когда я вернулся в Гамбург, со мной связались федеральная полиция Берлина, и они сказали, мы бы хотели приехать с вами поговорить с Берлина. Они приехали сюда, и мы здесь с ним встретились. И там меня они попросили рассказать, что произошло. Я рассказал, что произошло, я не называл ничьих имен, кроме вот этих 2 братьев, которые и так были известными, и сами они эту историю раскрутили тогда, сделали. И теперь возникает такая ситуация, что я вот на чеченцев пишу доносы, ну опять, но с новой силой начинается. Я хочу передать всем, кто так говорит, во-первых, это неправда. Когда приехала полиция, я рассказал, как было, рассказал ту ситуацию, ту провокацию, которую эти сотрудники ГРУ устроили. Против ГРУ против ГРУ любых российских спецслужб я буду до конца своей жизни вести борьбу. И это в юридическом, правовом смысле буду вести борьбу. Поэтому можете особо не расслабляться. Но этот ваш человек, который меня называет, что я доносил на них, этот человек там же пришел парень и сказал, я Тумсо Абдурахманов, я с Яндик Утро, Исаю, Гонядинагу, меняю фамилию, все он сказал. И этот ваш выложил сразу же этого человека в эфир. И сразу же у этого человека дома проблемы, здесь в Германии проблемы, и этому человеку не нужно было вот там вот так светиться. Его выложили. Я этого человека имя нигде не произносил, хотя он ко мне пришел с претензиями от этого блогера, от вашего этого шведского сказочника, которого бьют молотком интенсивно, и с ним ничего не происходит. Поэтому больше я к этому вопросу не возвращаюсь. Я этому человеку когда-то, когда нас хотели убить,
и я в этот список еще не входил, да, мне киллер не озвучил мое имя, я всех, кто был в списке, Мансур Старый, Минкайл Мализаев, и этот, я сообщил им всем. И этот ваш, который клялся мне в личной беседе, что никогда в жизни, пока я не разрешу ему, этот аманат не выйдет наружу, там я публично меня сдал российским спецслужбам и все подробности, да, которые я не хотел озвучивать и тайну следствия соблюдал. Так что и еще момент был, когда, Хусейн, тебя обвинили в том, что ты говорил на Анзора Венского, что он воюет в Сирии, воевал в Сирии, только лишь на основании ФСБшницы вот этой Елены Денисенко. Поэтому все, кто мне будет предъявлять эти обвинения, просто мимо кассы. شو قمل ده متك باتشون شو بات يقمل ديشول أتومني بات شو تحني شو قمل ده ما بات يشول شو داتشون شو und alcha أصلا بيشبك نيس إنسان بوابو أشلي ليش يجي قوزا провокация شو هم دات отсюда, что Зулам Дуи, он меня призвал наказать по нашим обычаям, он недавно сделал видео, я этого человека уже год вызываю, 1,5 года, прошу, давай поговорим, решим этот вопрос, вернее, вначале просил, не идет он ни на разговор, ни на общение, просто бывает из норы откуда-то лает, просто гавкает и больше ничего не делает. Поэтому этот человек провокатор. Из-за этого человека страдают и гибнут люди. Этот человек занимался прослушками наших партизан, и многие погибли, если вы помните, из-за телефонов, из-за прослушек, которые были. Поэтому все, кто говорит, я больше об этом возвращаться не буду. Буду сразу же блокировать. Все, Хусейн, я закончил. Яхмабилла. Так, вернемся к вопросам, которые здесь были. Чем длиннее борода, говорит Аслан Лорс, тем больше лицемерие. Но эти бороды, это как прикрытие такое, удостоверение такое у них. Это тоже своего рода дискредитация ислама. Совершенно верно. Потому что люди, которые, имея большую, длинную бороду и занимаются не такими ненормальными делами, да, они дискредитируют только религию, дискредитируют мусульман, чеченцев и так далее. Это очень нехорошее дело. Так, вот здесь еще один пришел. Этого надо заблокировать. Сейчас я... уже заблокировали. Меня называют чеченофобом. Между прочим, вот та конференция, когда была, там племянник Удугова был на этой конференции, и он зашел туда вовнутрь, вот в ноябре, когда у нас была, вот в Берлине была конференция, и к нам, правозащитникам, вот этот провокатор позвал подчеркнутых мусульман, которые пришли заступиться за избитого брата этого блогера. И там я как раз выступал за мусульман, я говорил там, как раз вопрос за религию там зашел, что там мусульман ущемляют, не ущемляют. И в этот момент идет у нас эта дискуссия, мы там об этом говорим, а все подчеркнутые мусульмане пришли с нами разбираться, стоят на улице. Мы как раз уже с русскими, там, с еврейскими, с другими правозащитниками, с российскими ведем диалог, дискуссию, и получается так, что мы выходим, и на нас еще потом какие-то претензии нам пытаются. Хотя там все было корректно, кроме там одного момента. А так все было, в принципе, корректно и все правильно. Пойдемте дальше. Хусейн, если видишь вопрос, тоже читай. Да, я пытаюсь читать, там смотрю, далековато немножко от меня эти вопросы. Да, мы уже далеко зашли. Вильпесенкульт, эти два идиота сидели, ржали над смыслом слова «бард» и всячески кидали палки в колеса нашему единству. Можете убедиться на канале у Садулаева. Там, где он Кимино не сдержал себя и вылил
Я не сдержался и вылил на них. Так, Маждада, Салауди, ты знаешь, почему Путин... Так, это не нам. Евген, в 2014 году в Украине в одном окопе была масса национальностей и всех религий. Да, абсолютно с тобой согласен. И знаете, есть такой хадис, Хусейн Бяхмобилла, буквально 2 минутки. Расскажу хадис про еврея, про старого еврея, слепого еврея, который жил во время пророка, мир ему, и не признавал пророка Мухаммада, мир ему, пророком. Он говорил, что он самозванец. И несмотря на это, пророк ходил к нему как инвалиду, тот был слепой человек, как инвалиду, и носил ему еду, и кормил его, и разговаривал с ним, общался. И тот все время ругался на пророка. Он не знал, что еду приносит ему пророк, что он общается с пророком. И он ругался, говорил, что он там самозванец, такой-сякой. И за все это время не казнили этого слепого еврея, ничего ему нельзя, наоборот, ему помогал сам лично пророк, с ним подружился и ходил к нему, не говоря, что он пророк. И в один день умер пророк, не стало пророка, и тогда этот еврей сказал, где человек, который приносит мне еду, где вот этот человек, почему его долго нет, как долгое время. И ему сказали, это был пророк, он умер, его сейчас не стало и так далее. Я хочу сказать, что это нам приводит пример того, что во время пророка и до самой смерти пророка там проживали евреи, то есть люди другой национальности, причем не религии, национальности, и более того, они считали, что он не настоящий пророк, и об этом прямо говорили ему лично. И за это никто их не казнил. Нам же рассказывают, что все на свете виновны, кроме русских, евреи, американцы, я не знаю, ну все на свете виноваты, кроме русских в геноциде против чеченцев. Вот хотелось бы донести до всех, чтобы не обобщали и разбирались и вот эти пропаганды, которая закидывается, чтобы очень аккуратно вели себя с этой пропагандой. Хусейн, тебе слово. Да, это пропаганда идет из России, пропаганда еще со времен развитого как бы социализма, когда все неудачи советской власти списывались на евреев, когда там Высоцкий, помните, были его песни очень хорошие Владимира Высоцкого, если в кране нет воды, значит выпили жиды, евреи, кругом одни евреи. То есть на сегодняшний день русской, ну как бы власти, да, России, нужен враг. Им не важно, кто этот враг. В тот советский период были евреи врагами России, да, там все мировой сионизм там и так далее. Потом сделали чеченцев. Евреи выехали, и чеченцы остались там, да. Чеченцев сделали врагами, поубивали. Потом там украинцы, грузины враги, украинцы враги. То есть фактически сейчас возвращаются обратно к евреям, потому что есть Палестина, да. Нужно евреев напрягать через Палестину. В Палестине создаются террористические организации, финансируемые Россией, Путиным, этими делами. Примаков этим занимался в свое время. И они постоянно беспокоят Израиль, постоянно наносят какие-то ракетные удары, совершают какие-то действия, да, террористического характера. Поэтому здесь всю эту картину делают русские. Русские подкармливают. А если бы Россия не вмешивалась, Палестина и Израиль давно бы нашли бы общий язык и жили бы как нормальные два дружных государства. Соединились в одно государство. Это уже их внутренние, их дела. Но им не дают жить, потому что вот России нужен враг, везде враг. Так, ясно. Пойдемте дальше. Артур Геймер. Салам, Хусейн и Аслам. Вы считаете имама Шамиля предателем, ведь он принял и поклялся добровольно служить верой и правдой России. Есть официальный документ на русском и арабском присяге, говорит. Что ты скажешь по этому поводу?
Я не считаю, например, Шамиля предателем, да, все-таки Шамиль 25 лет вел войну против царской России, против, за освобождение Кавказа. Не Да. надо вот как бы смешивать все в одну кучу, да. Имам Шамиль все-таки уже, когда даже если он сдался, хотя я не верю в то, что он сдался, да, что бы он там не подписывал, мы знаем русских, мы знаем их честное слово, их договоренности. Скорее всего, имам Шамиль был обманным путем захвачен, а потом как бы назван сдавшимся добровольно в плен. Мы знаем также, как подло убили Аслана Масхадова, да? Тоже его пригласили, вывели на переговоры, где-то засветили его, и тоже его убили. Но убийство Аслана Масхадова, как я уже говорил, нам еще предстоит расследовать. По отношению к имаму Шамилю, конечно, уже обескровленная Чеченская республика, уже у него к концу его сдачи в плен, как бы, как называется, чему я не верю, уже не было фактически вооруженных сил, армия была истощена, народ истощен, и, Ну, конечно, конечно. 25 лет войны – это страшно огромная цифра, огромное время, да, когда человек, неся такие огромные потери, не может вечно сопротивляться. И чеченцам тоже, и дагестанцам, и всем кавказским народам нужно было время для передышки. Мы знаем, до этого черкесский народ уничтожили полностью, уничтожили там сейчас 10% от общего количества Да. населения черкесов не живет. Их фактически в Черном море утопили, убивали там на берегу Черного моря. Страшная картина. Вот кто читает исторические документы, там видно, насколько жестоко был уничтожен черкесский народ. Точно таким же образом уничтожались и другие народы Кавказа. И поэтому имам Шамиль на сегодняшний день опять вот, я думаю, что разговор о том, предатель имам Шамиль или не предатель, это тоже из разряда разговоров, которые вбивают клин между дагестанцами и чеченцами, чего нельзя допустить. Дагестанцы, как дагестанцы имама Шамиля считают героями, мы теперь начали его, как бы не мы, а некоторые люди начали вешать ярлык предателя на него. Вот он должен Ну, вот был... он же и наш тоже. В данном случае он не столько дагестанский, сколько наш. Он же вот и этнический аварец. Конечно, это безусловно, он наш герой, да, потому что в основном его армия состояла из чеченцев. А здесь речь не об этом, а речь идет о том, чтобы с помощью вот этой лжи, да, бить, разделить Да. чеченский, добить, вернее, там, да, после дагестанского похода, после Чабан-Махи, Кайрам-Махи, нужно было еще добить, и вот бросили туда Да, вопрос да, имама да. Шамиля, вопрос. И теперь мы его сейчас мусорим, там, Шамиль предатель, не предатель. И начинается это то же самое, как начали чеченцев, мусульман, да, чеченцев, у которых никогда не было проблем вот именно в исламе, проблем деления внутри чеченского общества, да, на там ваххабистов, салафитов, суфистов и так далее. Никогда не было, я вообще не слышал в своей жизни таких проблем. Но нам эти проблемы принесли извне, чтобы нас разделить. Первые слова, первые вопросы, которые я слышал, и меня они поразили, и я еще в то время говорил, что это очень опасные, вредные вопросы. Это вопросы был: ты первой градации, ты чеченец или мусульманин? Мусульманин или чеченец? Это тоже вот то, что про имама Шамиля из этой же оперы вопросы, когда человек, если ответит, да, я сначала мусульманин, а потом чеченец, Да, да. или другой ответит, сперва чеченец, потом мусульманин, и между ними начинаются уже такие нехорошие диалоги, которые приводят к разрыву отношений в большинстве случаев. Фриман антипутинизм. Российская власть веками делает прививки ненависти русскому народу, к другим народам для отвлечения внимания от разграбления России, чем заразила его имперской болезнью.
Ну, здесь вопрос, что раньше, как курица или яйцо получается. Что важнее для... русские были имперцами или их делают имперцами? Вот такой вопрос возникает. Как ты думаешь, они... Вообще, как русские, вот, если русские, мы вот когда говорим русские, да, конечно, многие подразумевают, что это русский народ. Фактически русского народа, как Джигарханян говорил, русского народа нету, русского языка нету, да. Это все такое придуманное, все, ничего там русского нету. Империя была не русской, во-первых, да, империя была, как бы, цари всегда были немецкие цари, насколько мы знаем, в истории России. До этого, до еще Иван Грозный тоже не был сам русским, да, после него там вообще никогда русского не было. Русские искусственно созданный народ, он состоит из там разных народов, которые там не чукчи, чувашей, там мокшей, еще каких-то, не знаю, там, ну, из разных. Вот они из этого состоят. И просто советские руководители придумали вот это вот великий русский народ слово для того, чтобы манипулировать этим народом и чтобы было очень легко им управлять, и называя их там великий русский народ, слава великому русскому народу, народу победителю, народу такому, всякому. Даже во Второй мировой войне, когда великий этот как бы русский народ, да, образно говоря, победу и так далее, и так далее. Что имел русский народ от этой победы? Вот посмотрите на всех участников, героев, там даже вот войны, ну, Второй мировой войны. То есть эти все фактически участники войны, великие вот эти русские, да, они погибли в нищете, они умерли в нищете, самой настоящей нищете. И вот все время, когда ссылаются на русских, да, когда эта власть говорит, вот мы ради русского народа делаем, русскому народу вкладывают в уста величество, величавость, или как это по-русски сказать, внушают им, что они великий русский народ, фактически этот народ не имеет абсолютно ничего. Этот народ сам находится, ну, в тяжелейшей ситуации, обворованный, оболганный и так далее, не имеет ни абсолютно никаких прав. Я имею в виду о русском народе. Да? У власти нету никакого русского народа, там близко ничем не пахнет. У власти сидят жулики и бандиты в России. А народ они используют как ломовую лошадь или, там, не знаю, там, сельскохозяйственные животные. Да? То есть в этом плане только для того, чтобы их доить. Другого отношения власти к русскому народу никогда не было. Ни в истории, если всю историю России с начала до конца, с момента ее создания, если посмотреть, то нету... Hussein, зависли. Ага. Отвисли. Зависли. Все, можно отвисли. Да, говори. Ну да, там начинается все равно, зависает, потихоньку зависает, но вот такая судьба русского народа. Они думают, что они великие, а на самом деле нищие и голые. Так, тут видел вопрос какой-то. Поток времени задает вопрос, Хусейн. Почему чеченцы сами не ликвидировали Кадырова, когда он предал их, перешел на сторону русских оккупантов-фашистов? Ну, во-первых, для того, чтобы ликвидировать Кадырова, надо было до него добраться. Добраться до него было очень сложно, потому что он находился в окружении русских войск, да, по периметру везде стояли русские войска. И вы помните, если помните, 12 героев, которые пошли на смерть, вошли в это село, хотели уничтожить Кадырова, они были там, все эти ребята погибли, они были убиты. И Кадыров, насколько я помню и знаю, в тот период никогда не ночевал в одном и том же месте, никогда не ездил в одной и той же машине. То есть это он как дикий зверь, да, как дикий зверь вот за свою жизнь очень сильно трясся и очень как бы пытался как дикое что-то такое выжить, да.
если сравнить жизнью других наших героев, того же Шамиля Басаева, Аслана Масхадова, который общался с народом, которые пешком ходили там где-то возле блокпостов русских через какую-то линию фронта, все время переходили ежесекундно, рискуя своими жизнями, то Кадыров вел совершенно другую жизнь. У него до сих пор, вы как видите, там 100 машин кортеж, огромная армия, да, которая его защищает, дороги, по которой он должен заранее проехать, там прочищают, зачищают, в общем, Да, никого там не осведомители бывает. везде, да. Да, да, это очень сложно добраться до такого человека. Но как бы колесо истории не крутилось, да, конец всегда приходит и Кадырову, и Путину, и всем придет конец, и просто этого не избежать. Как бы ни прятался, все равно вечно жить никому еще не удавалось, по крайней мере. Бакар Исаев говорит, если очередного чеченца в Европе убьют кадыровские собаки, что будет? В случае Анзора из Вены до сих пор ничего не произошло. Хусейн Бяхмабет, одну секунду. Я сразу Бакару Исаеву задал бы вопрос, пока ты не ответишь на него. Бакар Исаев, что ты сделал, когда убили Хангашвили этого? Напиши. Хусейн, скажи, что будет и почему вот до сих пор ничего с Анзором, убийство с Анзора из Вены, тоже как бы... Что ты знаешь по этому поводу? И вообще, если убьют в следующий раз кого-то из наших, что будет, Хусейн? Труп будет? Ну, это будет, конечно, очередной скандал будет, но это будет убийства, будут, естественно, продолжаться до тех пор, пока мы сами не постараемся их прекратить. Прекратить мы их можем, выявляя вот этих, как мы уже говорили, предателей, выявляя шпионов разного рода, да, и таким образом мы можем прекратить. А так, конечно, очередное убийство, ну, может быть, ну, не знаю, очередное убийство, ну, будет убийством. Да, там могут пару послов выслать, там еще что-то выслать могут. Конечно, могут усилить охрану людей, которые занимаются политикой и так далее. Это тоже, естественно, будет. И будут потом, наверное, дополнительные какие-то санкции против России, в конце концов, ведут. Потому что чаша весов может переполниться. Вот в Германии вот эти вот ситуация с этим митингом, который там произошел, да, на днях, не знаю, до сих пор, по-моему, там идет. Да, идет, идет. Вот на этом митинге, если бы мы были более активны, да, мы сами чеченцы, мы бы могли туда принести плакаты еще многих-многих людей. Вот эту улицу всю заполонить чеченскими людьми, которых убила Россия. И не обязательно это должны были бы быть политические деятели. Там могли бы быть дети, женщины, растерзанные тела и так далее, и так далее. То есть мы хотим чужими руками грести жар, но так не бывает. Пока мы сами не будем хотеть чего-то добиться, да, ситуация будет в таком плачевном состоянии. И то мы знаем, там вот в интернете, когда они готовили, и первый список был портретов, которые они хотели там выставить, убийцы, ну, Путин там кого убил и так далее, Немцова, Политковскую. То есть эти люди, организаторы, они, конечно, взяли то, что они знают, да, кого убили из российского вот этого политического круга. Но они очень плохо разбираются в наших делах. Да, они там видели, что убили Хангашвили, это все знают в Берлине. Но они, например, не знают там в Турции, сколько человек убили, да, среди белого дня расстреливали чеченцев в Турции. Там вон в Катаре убили, взорвали Зелимхана Яндарбиева. Убили наших нескольких президентов, да, во время войны Дудаева убили, Масхатова убили, Абдулгани убили. Эти портреты тоже должны были быть там висеть. Но это должны были мы уже делать. Мы должны были там стенды свои сделать. Вот нам этому надо учиться. Учиться у людей, у которых есть опыт. Мы сегодня в политике не очень большие знатоки, не очень дальновидные из-за отсутствия опыта. А опыт, у кого есть опыт, да, у людей, у других людей, мы
очень слабо перенимаем это. Поэтому нам надо, все, кто хочет что-то делать, есть возможность присоединиться к этим людям в Берлине, принести свои вот эти фотографии, которые они считают, что они должны там стоять. Тогда это будет более весомо, тогда много людей знают о трагедии чеченского народа, об этих войнах, которые здесь произошли. Только так мы можем донести до мира, именно вот показывая, не только языком там рассказывая, да, но показывая, как видео, фильмами, фотографиями, то есть документами, и рассказывать о трагедии чеченского народа. Вот тогда будет результат. Здесь про Шамиля, вот тоже мне про Масхадова, про Шамиля, Шамиль что-то Масхадов сказал. Ну, нельзя здесь сейчас против Масхадова, конечно, я ничего не могу и не собираюсь говорить. Но есть политика, да, есть, ну, как бы национальный интерес, да, который тоже мы должны преследовать. Мы не должны, например, исторические события сегодня из-за каких-то далеких исторических событий мы не должны идти на поводу или стравливать наши народы. Вот об этом я говорю. Да. Там в дальнейшем история разберется, кто был Шамиль Басаев, кто был там Шамиль, имам Шамиль, там Жахар Дудаев, Аслам Асхад. Эти люди ушли в историю. Что бы мы о них ни говорили, да, их ничем уже запачкать невозможно. Они уже на недосягаемой высоте все находятся, в том числе имам Шамиль тоже. Да, совершенно верно. И сегодняшнее обсуждение это только на руку врагу. Если мы будем ругать Шамиля или еще что-то делать. Можно соглашаться с позицией Масхадова, можно соглашаться с позицией Исханова, можно с другой позиции соглашаться. Это право каждого, просто мы не хотим углубляться в этот вопрос. Да, совершенно верно. Хусейн, мне кажется, на этом можно наш стрим уже завершить, если ты считаешь, мы уже почти 3 часа говорим, без 10 минут. Говорим много, время так быстро проходит, что я даже не думал, я думал где-то час говорим. Но уже 3 часа, наверное, всем уже надоело слушать, у нас уже дизлайков 67 штук набрали. Ну, уже немного, немного. Хотя такого не было. С первой минуты сразу дизлайки пошли. Хусейн, тебя не любят 67 человек в Чеченской Республике. Это которые за деньги. 100% тебя любят за деньги. Не любят за деньги. Дело в том, что я не обижаюсь на этих людей абсолютно. Я понимаю их ситуацию. Я просто знаю, что в душе они не такие, какими они хотят себя представить, или там угоду своему руководству что-то делают, и заставляют это делать, и мы прекрасно это знаем. Любой чеченец, какой бы он подленький не был, да, в случае смены власти, он понимает, что только свобода может дать человеку возможность развиться, да, только свобода может дать народу быть народом. Ну что, вот напоследок одну вещь сказать, да, вот на Фейсбуке я довольно часто вижу, выкладывают фотографию, ну, старые фотографии, там, как 30-х годов, еще что-то такое, и там пишут, вот такого-то тейпа, да, вот этот такой-то человек, такого тейпа, там, такого тукма, там, что-то такое. И в этом, честно говоря, я тоже вижу, знаешь, попытку раздробить наш народ, попытку поставить вот телегу впереди лошади, да, потому что в сегодняшней ситуации, когда часть народа оккупирована, находится под оккупацией, другая часть находится за пределами республики, 250 тысяч в Европе, находятся беженцы еще тех времен 19 века, там, в Иордании, Турции, Сирии и так далее. Здесь было бы более логично, если бы мы все говорили о народе, что мы единый чеченский народ. Мы говорим об объединении, давайте объединяться. Вот это объединение не должно быть бартом, да, там барт или что-то такое. Барт, я вообще это слово не приемлю, слово барт.
борт может быть, я могу сделать борт между мужчиной, мужем и женой. Вот там, если поссорились, муж, жена, там может быть борт, привели, там, иди, прости его, он тебя простит и так далее. То здесь должно быть немножко другое. Если мы строим государство, борт должен быть на основе закона. Вот под закон ты добровольно подходишь под закон. Ты любишь свое государство, свой народ. А так, если чеченцы, да, если мы не будем сегодня говорить, что мы чеченцы, потихонечку приведут наших детей к мысли, что мы из такого-то тейпа, из такого-то тухма, наш тейп сильнее, там нас больше, нас меньше, мы там сальто делали в свое время, то есть как это и происходит сегодня. Это очень опасное направление. Мы чеченский народ. Давайте вот каждый раз своим детям, знакомым, всем повторять, что мы чеченский народ. Да, Алмула. Когда мы будем и останемся только в том случае, только народу может помочь Всевышний, а не кучки там людей. Да, Алмула, Хусейн, да, Алмула. Шаша, ассаламу алейкум. Можно закончить. Да, я тогда вот Хамза у нас опоздал, попал, просит сохранить эфир. Да, эфир сохраняется, не волнуйтесь. Шах нам зашел. Ассаламу алейкум, Саваш, как вы? Да поможет тебе Аллах, аслам. Ва алейкум салам, Шах. Дейрейс хуйль, да поможет нам всем Аллах. И все, как говорится, все будет Ичкерия. Хусейн, можешь попрощаться и тогда завершим наш стрим. Адикин. Всем большое спасибо за терпение трехчасовое. Мы попытались говорить правду, донести до вас информацию, свои мысли. Если вам будет интересно, можем продолжать эти беседы. Я думаю, что они для всех нас полезны, для меня тоже в том числе полезные, потому что времени на раскачку, как любит говорить Путин у нас. Нет, нужен прорыв. Хусейн, спасибо, что пришел, уделил нам время, рассказал свою экспертную точку зрения. Каждую среду и в любое время, когда пожелаешь, конечно же. А так, каждую среду Среда Исханова, в нашей программе «Среда Исханова» вы всегда сможете задать депутату парламента Чеченской Республики Ичкерия, последнего, 4-й он или 3-й созыв, да, Хусейн, в тот момент? 2-й созыв, да. Да. Вот 2 созыва было. Да, 2-го созыва. Пишите нам, задавайте вопросы, распространяйте информацию, привлекайте внимание к проблеме нашей, и все вместе мы сможем победить. Все